Assalamu alaikum. ATR телеканалының yanında zaman bugün ноябрьнің 11 студияда sizler için men Gülsüm Halilova çalışam. Қырым Мұхтар Cumhuriyeti'nin prokuraturası işgal etilgen Қырымның Memuri sınırında işgalciler Milli Hareket veterani Ayşe Seyitmuratovаны tutqаны için adli kıymet kesecek. Bu haqda prokuratura spikeri Катерина Диденко bildirdi. Незаконне затримання окупаційною владою 82-річної Айше Сеїтмуратової, ветерана Кримськотатарського національного руху, це чергове порушення норм українського та міжнародного законодавства. Прокуратура Автономної Республіки Крим відстежує і надає правову оцінку усім подіям та фактам незаконної діяльності окупантів. Мәлім olған екібі 9 ноябрь гечесі işgalci Rus sыңыржылары оны қытаға кеткен автобусны тұтты. Оның ішінде Айше Сейтмуратова бар еді. Бірқач вақыттан соң ондан ғайры эпісі елжыларыны еберділер. Проблемлер санке қадынның Америка пассапортының бағлы екен. Işgalcilerдің білдіргеніне көре четел мемлекет ватандашлары Memuri сыңырыны тек Чаңғар кечет ноқтасында кече біле екен. Бұл есе Чаплынканың 120 километр ұзақлықта. Айше ханым янына телефон алмағаны үшін бірқач вақыт онен кемсе бағланып оламады. Сон евге, яғни Хақмежетке қайтқаны хабері келді. На її удачу, в той час, коли після годинного затримання російські окупанти її відпустили, через даний контрольно-пропускний пункт в Крим заїжджав співвітчизник, який довіз Айше Абла до Сімферополя. Наразі Айше Абла вже вдома. Айше Сейтмуратова Қырым-татар Milli Hareket ветераны, диссидент, журналист ве тарихчыдыр. Оны 2 дефа Совет акиметі тұтқан еді. 1978 сенесі о Америкаға көчті ве Америка ватандашлығын алды. 90-шы сенелерінің башында Айше ханым Қырымға қайтты ве Аққорчылайжы фәлиетінен оғырашты. Қырым işgal етілген соң Ярамадада яшамаға девам етті.
Сербестлік үчүн дуа. Ишгал етілген Қырымның Сейітлер қасабасында Ялталы Қырым татар саяси мобюслерінің тезден азат етілмесі үчүн дуа кечірілді. Малым олғаны кебі 2016 сенесінің башында 6 Қырым татары тұтылды. Сөз Муслим Алиев, Вадим Сирук, Арсен Джипаров, Эмир Хусейн Куку, Энвер Бекиров, Рифат Алимов ақта кетті. Оларны Русияде ясақ етілген Хизбу Тахрир тешкілетінде іштирак еткенлерінде ве Русия девлет девырымы азырлағанларындағы батлайлар. Оларға 13 жылдан 25 жылға қадар апиз жазасына махкум етіле біле. 12 ноябрь күні Ростов-на-Дону шерінде үкім чықарылмалы. Сейтлерде onlar инсан саяси мобюслер үшін дуа оқыды. Их увезли с Крыма, незаконно обвинили в терроризме и хотят осудить на очень долгие сроки. В чем вина ихняя, за что дают такие сроки, нашему народу и джемату до сих пор непонятно. Иншаллах, как мусульмане, как народ, как единое тело, мы должны сделать от себя зависящее, в чем-то помочь, поддержать семьи этих ребят. И сегодня мы решили сделать дуа в честь наших ребят. Пусть Аллах в скорейшее время освободит их. Да, бір дуа түневін саяси мобюс Асан Чапухнан евінде кечірілді. Дост ве ақырабалары миллиаркет ветеранының сағлығына дуа оқымақ үшін топлашты. Асан Чапух веда уч Қырым татарының ишгалчы хувечелері 2017 сенесі ноябрь айында тұтты. Оларны санки пара талап етуде қабатладылар. Ишгалчылер оларны учтен 3,5 жылға қадар еваписіне махкум етті. Сөзіда бұлыны фекерлалық дайредеке шартлар Асан Чапухның сағлығына зарар кетірді. Октябрьнің онларында оны канцер хасталығы ұғырағанны белі олды. Шымды ой химия терапия курсларыны кече. Ато ветераны ве юқары шырада инсан ақлары бойынша темсілжіліге кәтебиетінің қадемі Игорь Мазурна кефилік шартынен еберділер. Русияге экстрадиция суалера бақылғанже о Полонияда Украина баш консулығында қалажақ. Малум олғаны кебі Игорь Мазурны 9 ноябрь күні дорогыз кечет ноқтасында тұттылар. Сон белі олғанына көре Русияның талабынен Интерпол жетвелерінде бар екен. Игорь Мазур Киев вилаятында правый сектор тешкілятының идережесі ве Шереф Инқилябы вақтында Майданның 24-й Осмудафа штабының елбасшысы еді. Рус хакимиеті радамны санки 90-й сенелері чечен арби әрекетлерінде іштирак еткені себебінен қыдыруға елен еткен. Игорь Мазурның білдіргеніне көре, о вақытлары Чеченстанда бұлынған фақат тек журналист оларақ. Інтерпол мав з 2014 року, то також я був у цій базі. Тільки, мабуть, Інтерпол не давав хід. Десь Росія звернулася, але вони не включили десь в чорний чи червоний список, як його назвати. Я не думаю, що хтось там мене здав. Скоріше всього, що останні кілька місяців Росія почала активно працювати на міжнародному рівні. І, на жаль, як Данія здалася і дозволила будувати Північний потік-2, так само десь Інтерпол здався і вирішив включити нас у той чорний список. Тим самим вони погодилися з тим, що російський суд, який може мене судити чи когось з хлопців, може справедливо судити. Донбасста арбейлер чекілігі. Украина арбейлері Богданевка ве Петривский районында яны позицияларны алды. Ордылар чекілігі 9 ноябрь күні башлады ве салы күніне қадар девам етежектір. Екі тарафта 1 километрге чекілмелі. Бірлешкен Құветлер штабында білдіргенлеріне көре яңы позициялар дайында аскерлер үшін блиндажлар ве кереклі дегер иншатлар мевжуд. Хатырлатқанларына көре 2016 сенесі жебенің бұ ноқталарында ордылар чекілігі муафақиетсіз олған. Було відмічено просування знову на ті позиції, звідки відійшли. Тому, відповідно, українська сторона, адекватно реагуючи на дії противника, знову зайняла позиції. Тому це ще раз говорить про те, що в разі, коли противник буде порушувати і взяти на себе зобов'язання, то ми в короткі терміни передбачаємо знову ж таки заняття тих позицій, звідки ми відійшли.
Bu şimdilik sonki haberimizdir. ATR телеканалының YouTube sayfasına abone olun. Sanda abonecilerinin miqdarı 100.000'den ziyade olsa Roskомнадзор bizlerini ablokaga alıp olamayacak ve bir kaçdaqadan bu studiyada sizlerini menin meslektaşım bugün programması ile karşılay seyriyetiniz koşkenç. Dedim ma керек Обаманың yanına бармаға. Ана құруcıları мен қоймас. Бізге evet o yaş neslini joymamak gerek. Mına iş. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer vaziyet geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Yok, ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil de ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız müzika çalsın ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz birbirimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televizyon öz işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав. Этот документ предусматривал полную политическую реабилитацию крымско-татарского народа. Несмотря на позитивные решения, закладывавшие начало процессу восстановления прав репрессированного народа, острой оставалась земельная проблема в Крыму. Получение даже небольшого участка земли для крымских татар было сродни подвигу. В это же время крымскими властями велась, по словам Мустафы Джемилева, лихорадочная раздача земельных участков под дачи и огороды русскоязычному населению. Крымские татары. Год 1990. Часть 1. В программе «Тарих Садасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в субботу, 16 ноября в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму на телеканале АТР. Enfes, Kırım Tatar Kavesi. Nasıl bir günlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler öyle. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik.
Асырлар тубынден тіріліп келдік. Ватанға көз тікіп құрбанлар бердік. Бізні кене болелер біршына еле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Қалмады арамызда бірліккен еші. Шуның чүн қыздырмай ватан күнеші. Шуның чүн юрушме ей халқым ишің. Шуның чүн бағырыңны ханжерлер тіле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эпіміз хабардық менген қамырдай, қарышып қалмайық бір топ чамырдай. Кесіліп башладық қорған тамырдай. Яшаймыз бұларны біле. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Бізні кене біревлер ойнатмақ істей. Кене дамсыз бір шорба қайнатмақ істей. Кенардан қошланып бір бақмақ істей. Бар, ойна көз яшыңны сіле. Дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Санки душман олдық бір-бірімізге. Урмет жоқ не өлі метрімізге. Не олды, қардашлар? Не олды бізге? Кене дерсін бір белелар бастырып келе. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Алладан берілген güzel бұ топрақ, көзлеріміз кібі корланған чоқрақ, тереклерімізде сарарған япрақ, бізі кібі чекмекте ферият венале. Дүния бізге бақып бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Эй, фелек, ішіңе ақыллар етмей, татарның башында түшінже бітмей. Бір күчік арзым бар, ақылымдан кетмей. Омырлер біте, ве омырлер келе. Демесінлер, дүния бізге бақып, бір көзнен ағылай, бір көзнен күле. Доброе утро всем, кто свой день начинает с ЭТР в следующие 3 часа. Поговорим о разведении войск в районе Петровского и почему оно станет последним в этом году. Из-за чего нынешний состав парламента может уйти раньше срока и сколько придется выложить за билет на поезд из оккупированного Симферополя в Москву. Уже традиционно каждую неделю мы начинаем наши эфиры с темы разведения войск. В минувшую субботу в полдень в районе Петровского представители боевиков и украинской стороны поочередно запустили в небо ракеты белого цвета, что значит готовность к разведению. А затем в небо полетели и зеленые, как сигнал к началу отвода сил. Украинские военные и боевики одновременно начали выводить вооружение из Петровского. Стороны тщательно следили за процессом у противника, а вместе с ними и наблюдатели ОБСЕ. Обе стороны до 12 ноября должны будут отойти на расстояние 1 километра от линии разграничения, а до 25 ноября полностью разминировать эту территорию. Это разведение станет последним в этом году. Все из-за наступления холодов и трудностей с разминированием, которые невозможны при минусовых температурах, запрещены. И сейчас с нами на связи заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины с 2006 по 2010 Игорь Романенко. Доброе утро. Доброе. С точки зрения процесса, как вы оцениваете происходящее в Петровском? Соблюдаются ли условия, о которых договорились стороны? Ну, пришли к разведению в связи с тем, что по оценке сторон, которые были подтверждены представителями ОБСЕ о соблюдении режима тишины, она таки наступила, и обе стороны с этим согласились. И начался процесс, и, как вы правильно говорите, это
третий регион, третья локация, которая была подписана разведение в 2016 еще году. Кстати, и разведение само осуществлялось в 2016 году, потом вернулись на свои места войска, потому что были нарушения. Поэтому определенный оптимизм в этом есть, и мы его наблюдаем. А в чем этот оптимизм? Оптимизм в том, что завершится как по первой локации станица Волгоградская, на время, когда осуществлен был режим, произошло стабильное введение режима тишины, значит, обеспечение коммуникации людьми более человеческое там происходит. Завершается ремонт моста, пока временно построен деревянный мост. То есть и в таком же контексте решаются вопросы по Золотому, если быть точным, по Богдановку, потому что там золотых 5, пятая под контролем боевиков, сепаратистов, куда представители России приезжал, но они как были, значит, пока их контрольным, так и остаются. Поэтому вот оптимизм в том, что это завершится и даст возможность перейти к этапу обговорения, как дальше продвигаться к миру. То есть использовать мирские соглашения в интересах Украины, если такая возможность, или отбросить и переходить к любому варианту. А эти погодные условия, которые помешают дальнейшему разведению, о которых говорят в Генштабе, не ставит ли это под угрозу не минский процесс, даже нормандский процесс, который, может быть, вот-вот состоится? Как вы считаете? Пока погода способствует, как мы видим, уже на дворе третье бабье лето, уникальное явление для осени, глубокой осени в Украине, поэтому пока такие возможности есть. Собственно, термин разведения он осуществлен как отведение войск и техники, вооружений. А остаются два этапа. Это, собственно, разминирование, которому препятствуют заморозки, которые еще пока не начались в том регионе, и демонтаж определенных сооружений инженерных, которые согласованы, то есть мешают для контроля ОБСЕ, они заранее согласуются по обеим сторонам и осуществляются. Вот на это еще 25 дней. А не может ли повториться ситуация, где уже было разведение в Петровском, по-моему, в 2016 году, да, и пришлось возвращаться? Это была ситуация 2016 года, собственно, формула Штайнмайера и документ о разведении в трех этих регионах. Все это было подписано еще в 2016 году. Но поскольку потом, значит, были претензии обеих сторон, что происходили обстрелы, войска вернулись на свои позиции. Вот такой опыт еще 2016 года. А Петровский в данном случае он завершает цепь из трех регионов, где станица Луганская фактически завершен, процесс проходит по Золотому, а вернее Богдановка, то, что касается там 150 жителей, рядом 5000, которых не коснулись эти вопросы. Ну и вот процесс, который начался совсем недавно по Петровскому. Кстати, Петровская находится под контролем боевиков, то есть они оставляют населенный пункт, над которым они имеют контроль. Так. Спасибо вам большое. Спасибо, что присоединились к нашему разговору. Игорь Романенко, заместитель начальника Генштаба ВСУ 2006 по 2010 год. А гость нашей студии – журналист Дмитрий Пономарчук. Доброе утро, Дмитрий. Доброго. Вам, как пресс-секретарю, соратнику Вячеслава Черновола, человеку, который строил независимую Украину и всегда, скажем так, осторожно или критично относился к северному соседу, эта ситуація з розведенням, що напоминає? Дуже небезпечно, бо тут недарма згадали 16-й рік. Я думаю, на 5-му році війни з Московією нема довіри до них і не може бути. І це все розведення. Мене турбує лише одне. Чому демонтують фортифікаційні споруди з української сторони? Бо виходить, що фактично цим відкривається шлях до наступу ворога. І вимоги, які зараз стосуються нормандського формату, спочатку відведіть свої війська, то стоїть питання, чому Україна це має робити, відводити війська на своїй території, а не виводити війська Московії з нашої території. Ну, этот ответ от власти звучит для того, чтобы перестали стрелять, и для того, чтобы были условия для встречи в Нормандии.
Ну, те, що сьогодні робить влада, я думаю, якби не український народ, вона би здалася. Виходить, що з оцей час, що зараз Збройні сили відходять від фронту, а не би, скажімо, оті добровольці, батальйони, фактично український народ, який став і захищає самотужки, вже виходить так, без керівництва Збройних сил. Так а где народ? Акция «Нет капитуляции» прошла. Я вам скажу, народ той, хто в кросівках, в спортивних костюмах поїхав і став на оборону українських рубежів. Оце народ. А що Збройні сили, які, очевидно, хочуть командувати народом з питаннях відведення, я думаю, це політика не та, що називається державна антиукраїнська політика. Це серйозні розмови. Я думаю, що поступатися на 5-му році війни – це фактично визнавати свою поразку. А поразка полягає в тому, що сьогоднішнє керівництво України не ставить питання перемоги над агресором, а ставить питання здачі агресору під якимось приводом. Ну, яким основним приводом? Треба мир. Миру ніколи таким чином не буде. Треба мир, це сьогодні відходьте, залишайте Петрівське, залишайте Золоте, залишайте свої території, відступайте. І це фактично, якщо хочете миру, це диктує умови нам агресор. А как нам быть в этой ситуации? У нас же нет сил свои условия диктовать. Я думаю, з міжнародної точки зору міняти формат нормандський на будапештський. І в будь-який спосіб, я думаю, дипломатія настільки безмежне мистецтво, що можна туди і варто ставити за мету долучати Сполучених Штатів Америки до розширення отого так званого нормандського формату, а насправді повернення, не повернення, а трансформацію нормандського в будапештський формат. Була ж така попитка. Була спроба, і ми повинні враховувати, що в Америці, яка тут виступає нашим найнадійнішим союзником, має свої вибори наступного року і затяту у виборчу кампанію, яка сьогодні почалася. І опять же, з участям України цей скандал происходит. Вийшло, що з України, бо, ну, я завжди казав, в Україні мають бути хоч одне стабільне. Інститути, науково-дослідні інститути, інститут стратегічних досліджень, бодай одне щось стабільне. Бо коли в такому темпі міняються влади, от досі немає отого, знаєте, як у американців. Є установа, наприклад, Heritage Foundation, воно виступає з правих позицій, але воно виступає, на моїй пам'яті, уже 50 років. І ця тяглість передається від влади до влади. А у нас нова влада прийшла цього року, і вийшло, що члени журі Ліги сміху стають радниками секретарів РНБО. Ну, если вы имеете в виду Сергея Сивоху, но он же сам выходец из Донецка. Я теж виходець з Донецька. Теж народився в самому Донецьку. Не те, що виходець, я народився в Донецьку. Я нічого не маю проти донецьких. Я навпаки би їх би активніше долучав би до державного керівництва. Але завжди я от собі думаю, а скільки патріотів зараз в Донеччині, на Луганщині, які би просто би залучалися би до керівництва в Києві або до подібних посад, як сьогодні обіймає Сивоха. Пока в Генштабе уверяют, что в районе, где разведение войск уже состоялось, не стреляют,
добровольцы и ветераны полка Азов, которые находятся в Золотом-4, регулярно фиксируют здесь вражеские обстрелы. Один из таких случился в минувшую пятницу. И даже вот по последним сводкам ООС, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции. Есть один раненый, это правда не в зоне разведения. Но, тем не менее, бои не прекращаются. И с нами на связи сейчас ветеран добровольческого полка Азов Денис Янтарь. Доброе утро, Денис. Доброго ранку. Какая обстановка сейчас? Ви ж в Золотому-4, правильно я понимаю? Ну так, безпосередньо зараз в Золотому 4, однак як же К сожалению, вас не слышно, Денис. Повторите, вона не пожалуйста. тільки в Золотому 4, вона вже є і по всій лінії фронту, і ми маємо розуміти, які негаразди може принести на різних ділянках. Це потенційне розведення. А что сейчас происходит? Обстріли є, навіть до по околицях Золотого обстріли і продовжуються. Ну, можу сказати так, я трошки в інше русло тему хотів перевести, що от в Золотому 4, там де ми стояли, там де були найбільші конфлікти, можу сказати, що ми якраз відстояли ті позиції, які мали відстояти, тобто ми високо не стали і якраз спілкуючись неофіційно з військовими, ну, ми розуміємо, що спільну справу ми зробили. Однак щодо інших ділянок фронту, там біля Щастя, між Трьохізбінкою та Старим Майдаром, ми от якраз їздили, спілкувалися безпосередньо на місці, просто по карті, і розуміємо, що там можуть бути такі ж самі проблеми, як планувалися в Золотому. Більш детально я думаю розповім трошки пізніше, тому що поки що в нас є можливість їздити і нам це ніяк не перешкоджають в цьому, тому я буду нею користуватися. А вже десь, може, ввечері або завтра більш детально зможу розказати про реальні проблеми, які можуть нам дати оце потенційне розведення, хоча казали, що його не буде в цьому році, однак ми знаємо, як штаб ООС може різко змінювати свої рішення, бо навіть по попередньому розведенню бачили, що були обстріли, які фіксувалися, однак якщо ОБСЄ їх не побачили, то в принципі все нормально, можна було розведення робити. Тому при всій повазі до офіцерів можу констатувати, що політичні рішення завжди идут на користь чи у супровід військовій лозиці. В СМИ была информация, что так называемая милиция ДНР намеревается ввести свои силы в Золотое и там тоже патрулировать обстановку. Известно ли вам что-то об этом? Ми також бачили цю новину, однак силовики з нашого боку, ми питали, вони якось, не можуть коментувати цю інформацію, їм про це невідомо, що їх мали поставити до відома, що вони мають пустити когось на нашу територію і давати можливість їм патрулювати. Тобто, зараз якогось підтвердження офіційного ми не почули, не побачили з цього приводу. А есть ли какой-то допуск наших представителей в Петровское, в оккупированное? Дивіться, жовтий режим, насправді він досі діє і, тобто для нас, для волонтерів, це дуже проблематично буде, я думаю, неможливо. Я вас понял. Да. Разумеете. Да. Спасибо вам большое. Ветеран добровольческого полка Азов Денис Янтарь был с нами на связи. Видите, какая ситуация. По данным штаба ООС стреляют, и по данным добровольцам... І це не припиниться. Волонтер має рацію. Я більше тут вірю, чесно вам скажу, волонтерові, ніж штабісту з Генштабу Збройних сил. Бо волонтер – це трошки, знаєте, як вам сказати, він захищає рідну неньку. А штабіст захищає сьогодні політику влади. Тут велика різниця між політикою сьогоднішньої влади і волонтером. Оце я кажу, оце народ, а це влада. І волонтер сьогодні за Україну більш щиро і більше. Він, коли каже про цю історію, він фактично підтверджує те, що я кажу, що довіряти Московії в будь-яких переговорах
як вони стоять, от, що Україна, давайте розведемо на наших територіях, розведемо. Відступіть, відійдіть за ті кордони, які були станом на 2014 рік. От тоді ми починаємо, от тоді припиняється вогонь. І зрештою, ми маємо розуміти, які потуги би мало би то так зване ДНР, ЛНР, якщо весь світ знає, що це терористичні організації. Канадський парламент ставить питання на міжнародному рівні визнати, що це терористичні організації. Якщо весь цивілізований світ говорить, що це терористичні організації, а сьогодні вони під дахом Московії, ну, ми, зрештою, дорослі люди повинні розуміти, що потуги збройні України набагато сильніше, ніж будь-яке ЛНР і ДНР. А чому ж зараз 5-й рік іде війна? 5-й рік війна – це не громадянська війна, це не з нашими. Навіть хай вони будуть і сепаратисти. Ну, в розумінні в тому, як оце було опитування опубліковано в «Дзеркалі тижня». Хай будуть сепаратисти. Але це наші сепаратисти. Ми маємо з ними знайти спільну мову. А виходить, що нам Московія диктує: відводьте війська, а потім оце буде мир і припиниться війна. Не припиниться війна ніколи. Вона не припиниться, допоки вони стоять в Криму, поки вони окупували. Ніколи не припиниться. Це лише, я думаю, якщо глибше копати, то у мене виникає думка, що під окупацією Криму вони виносять на поверхню проблему Донеччини і Луганщини, щоб тим самим затерти з уваги, зняти з порядку денного найсерйозніше питання, української державності, це питання Криму. А может, просто и у Украины нет решения этого вопроса, поэтому они идут на попытки стабилизировать ситуацию в Донбассе? Я вам скажу, зараз цими днями на тому тижні було святкування падіння Берлінського муру. Я побачив, які люди прийшли на Михайлівську площу, щоб відзначити цю дату, 30 років падіння Берлінського муру. То я вам скажу, там було би 2 кабміни української влади, справжньої української влади, а не те, що ми бачимо квартал, який переїхав на Печерські пагорби. І коли кажуть, що нема в Україні тим, хто би правильно думав, є. Я їх бачив на Михайлівській площі, оце буквально 3 дні тому. Розумних людей, які здобували незалежність, які говорять між собою, як це треба. І я не побачив там, знаєте, таких відвертих яструбів, війна і все. А вирішення питання, коли зібралися, скажімо, всі посли майже Європейського Союзу на Михайлівській площі, це хіба не розмова була би з Європою, яка раніше чи пізніше прийде на наш бік? Це так склалося просто зараз з різних обставин, скажімо, там газові потоки, там загачкування деяких європейських країн як союзників Московії. Ну, така наша доля. Тоді, а я скажу, а як здобували незалежність? У нас багато було прихильників, друзів. У нас лише виходило, що діаспора з західних країн в основному підтримувала незалежність. А все решта це була розмова українських видатних політиків з однодумцями, можна сказати, західних країн, західних партій. У нас зараз вийшло так, що у нас нема приблизно уже хороших кілька років, це не тільки Зеленського стосується і Порошенка, міжпартійного діалогу. На Заході до влади приходять партії, які здобувають більшість на парламентських виборах, раніше чи пізніше. Будь-яка опозиція завжди прийде до влади, бо тому вона і називається опозиція. А які, от зараз відбувся вчора з'їзд «Слуг народу», які вони мають партнерські відносини, братерські відносини, міжпартійні відносини, з якою партією? Якщо Моралісов, то Мораліса вже нема партії, і його самого там в Колумбії. Ну, так це новий проєкт, що буде обростати. От в тому ви правильно заважували, новий проєкт. А я знову повертаюся до стабільних інститутів. Влади міняються, а Інститут стратегічних досліджень як працював на стратегічні дослідження
на користь України, в ім'я України, так і залишається. І влада помінялася, а інститут далі працює. Ви розумієте, інститути не обираються, вони призначаються. А у нас виходить ситуація, що навіть Академія державного управління на сьогоднішній день не має свого президента. І вони не можуть вирішити це питання, бо перед цим Порошенко незаконно, я вважаю, ну так і суд зрештою вважає, звільнив президента Куйбіду з посади в Академії державного управління, а до сьогоднішнього дня не призначив. А в чому це питання? Це ж готується, вже пішов новий навчальний рік, а готуються ж мають державники, керівники управління державної влади. Це дуже серйозна школа і виховання, і взагалі це цілий полк державних управлінців. І зараз Академія фактично стоїть, кого вона готують на місці, якщо вони досі не призначили президента і чи не поновили Куйбіду. Я наводжу лише один факт. Тому от якщо взяти все це докупи, то складається така смальта, що просто волосся стає дибким. Как быть вот с такой информацией? По данным результатам социологического исследования от Украинского института будущего, более половины жителей оккупированных территорий считают, что ОРДЛО должны стать частью России. И лишь 5% опрошенных хотят снова вернуться в Украину. Больше всего жители ОРДЛО доверяют российскому президенту, пропагандисту Скобеевой, вожакам ЛДНР и даже покойному Иосифу Кобзону. Ему доверяют в 2 раза больше украинцев, живущих там, чем Владимиру Зеленскому. Он 20-ку не попал. Це потуги це слабкість української, очевидно, сторони, як телебачення, радіо, засоби масової інформації, і потуги Газпрому. На гроші Газпрому можна не тільки очманіти ДНР, ЛНР, а Колумбію і Венесуелу навіть. І якщо вони справді мерців виводять, знаєте, як тут можна розцінювати, як їхнє майбутнє, то що поробиш? То потуги настільки серйозні, оці ось канали, я деінколи лише задля цікавості дивлюся, я бачу, що вони використовують всі новітні потужності. До речі, нинішня влада «Слуг» в Україні намагається теж це робити. Наприклад, коли вчора голова новообрана їхньої партії каже, що наша партія має бути така сексі, я собі думаю, що це значить? Ви розумієте, це що, хіба будинок розпусти? А он имел в виду привлекательное для кандидатов. От так вони, наші історичні вороги, кажуть про привабливість агресивної Московії. Ви розумієте, про що йде мова? Це теж вони мають бути привабливі. От вони і привабливі, що вони вже за мерців владні голосують. А я вже не кажу те прізвище так званих телевідників московських каналів. Кстати, есть тут угроза, что эта партия будет построена по принципу, даже сравнивали журналисты, по принципу коммунистической партии Советского Союза? Я собі завжди і перед їхнім з'їздом думаю, а з чого починали більшовики? Їх же ж була жменька. Але які були гасла отакі популістські, там, ви знаєте, декрет про мир. Землю крістянам. Так, оце ж все ж декрети про землю і так само про мир. От що цікаво. Мир, да. От тут я Брест-Литовський мир. експромтом паралель, пам'ятаєте, мир на будь-яких засадах. І тоді, зрештою, вони, як сказати, взяли владу. Трохи в інший спосіб. У нас ситуація, «Слуги» все ж таки виграли парламентські вибори. Але мотиви і такі, знаєте, їхні рухи моральні ведуть до того, що це може обернутися. Сьогодні ми всі сміємося. А які признаки? Сексі зробити з партії ще нема, а вони вже мають виглядати 500 членів найбільша моновлада в Україні за 30 років. Коли хтось каже про монобільшість у Верховній Раді, я завжди кажу, не помиляйтеся, це моновлада. У них Кабмін, у них Верховна Рада, у них осідок президента, у них уже зараз поступово вони перебирають різного рівня суди.
Це вже моновлада. І вона є завжди моновлада, будь-яка, навіть ліберальна. Може, чи як вони вже зараз думають, що вони вже не лібертаріанці, то вони вже, я прочитав, що типу вони таке, знаєте, мікс соціалізму з лібералізмом. Це взагалі щось. И немножечко консерватизма. Да, это вот буквально такі цитати. Я не знаю, якого перчику вони ще хочуть туди досипати. Мені здається, що це прорахунки попередньої влади, яка не ставила на порядок денний питання політичної освіти у царині формування політичної нації. Ми можемо бути представниками етнічних національностей різних, але головне, що ми політична нація українська. Правильно сказав Семен Глузман, знаєте, відомого такого дисидента, він сказав, головно мати українське серце, а вже друге питання – колір шкіри чи етнічне походження. То мені видається, що моновлада в Україні, якщо має пару українських сердець, то їх треба пошукати з мікроскопом. Мы сейчас вернемся обязательно к этой теме, еще про моновладу, а сейчас перейдем на другую. Практически одновременно с началом разделения войск в Петровском на пограничном пункте в Польше по запросу Российской Федерации задержали Игоря Мазура, сотрудника секретариата Верховной Рады Украины по правам человека и ветерана войны на Донбассе. Накануне ветерана войны, одного из лидеров УНА-УНСО Игоря Мазура допросили в прокуратуре города Холлита в Польше. Затем должны были избрать ему меру пресечения, однако суд не состоялся. Его отдали на поруки консулу. И вот что сейчас, в какой он ситуации и что с ним происходит, мы узнаем у уполномоченного по правам человека Верховной Рады Людмилы Денисовой. Она с нами на связи. Доброе утро, Людмила Леонтьевна. Доброго ранку. Что сейчас происходит с Игорем? Где он? Что ему грозит? Ігор знаходиться зараз в Польщі, в Любліні, там в генконсульстві. Що йому грозить, ви знаєте, загроджує. Це таке, ми ж знаємо всі, що його по Інтерполу затримали, але потім все ж таки передали під тиском всіх, і я в тому числі вам дякую, журналістам, що його віддали на поруки генконсулу. А зараз я тільки що повернулася з відрядження, буду сьогодні до мене прийти жінка Ігоря, будемо спілкуватись, потрібно буде мені їхати, я обов'язково поспілкуюся сьогодні з Ігорем, саме з консулом. Я звернулася до Адама Боднара, це до моєго колеги польського, і будемо мати на зв'язок, і будемо приймати рішення, як потрібно ще йому далі допомогти, щоб його ніхто не передав в Російську Федерацію. А что это за запрос российский? Он насколько, там красный какой-то есть там запрос, который обязательно, да, красная карточка, по которой задерживают? Він проходить по такій же самій справі, як по якій був Арсеній Яценюк, Карпюк і Клих. Тобто він проходить по цій справі. І тому він був в Російській Федерації, в Інтерполі зареєстрований і в розшуку міжнародному. Зараз будемо намагатися, щоб його не передали все ж таки на запрос Інтерполу в Російську Федерацію. А какие у вас аргументы против российских? Алло. Да, какие у вас аргументы? Как вы будете освобождать нашего гражданина? Ви знаєте, ми зараз намагаємося, щоб він обмежений, його свобода пересування обмежена, він знаходиться в консульстві, а зараз будемо намагатися, щоб все ж таки вони не передали. Тому тут потрібна буде допомога і Міністерства юстиції, і Генерального прокурора. Буду з ними зв'язуватись, і щоб вони допомогли мені вирішити це питання, щоб не передали пана Ігоря до Російської Федерації. Будемо вивчати цю справу. Спасибо вам большое. Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека, о ситуации с задержанием ветерана АТО Игоря Мазура. Ваш комментарий. Я з'ясовував буквально вчора у одного азербайджанця, який є в опозиції до влади в Азербайджані і так само в опозиції до московської влади, яка підтримує, так би мовити, дружні відносини з режимом Алієва.
він багато років ходить під от тією не червоною карткою, що це не червона картка, яку виставили Мазуру. Це фактично поставили до відома певне коло, лише певних країн. Ну, але ж Интерпол не предупредили, да? Получилось так, що... коли попереджають, коли в темі український Інтерпол, він як робить, як мені розказували азербайджанці, він уже громадянин України, прикордонні служби його повідомляють, що ви дайте, будь ласка, розписку, що ми вас попередили, що ви є на контролі там в Інтерполі з ініціативи там Московії, скажімо. Попереджають. В даному випадку, я думаю, що це було, я так не думаю, а встановив для себе, що це було зроблено в такому, знаєте, форс-мажорних обставинах, турбообставинах. Він вноситься туди не червона картка, а до відома саме польської сторони. І зрештою, починаючи з 91-го року, коли розпався Совєтський Союз, то він як член Інтерполу, там всі країни світу в Інтерполі, за винятком десь 4-5 країн, то Ліон, штаб-квартира Інтерпола, віддала спадкоємниці Совєтського Союзу Московії керування оціми, тоді ще не було інтернету, зараз... Смотрите, если российская сторона, получается, предупреждает польскую, то была польська сторона, наскільки я сьогодні вже прекрасно знає, що робить Московія. Вони вже знають. Вони ж теж не дурники сидять. І вони прекрасно розуміють, що це тактика сьогоднішнього використання Інтерпола Московією у власних інтересах і зловживання. Вони вже це розуміють. Я вже знайшов в інтернеті думки польських спеціалістів. І мені здається, Московія трошки помиляється, що Польща настільки дурна. Вона не дурна. Вона вчинила так, як, фактично, розумієте, як вимагає статут Інтерпола. Але це, я думаю, на цьому ще далеко не крапка. Я передбачаю, що найближчим часом знову буде рубка московских шпигунів вислана з Польщі. Еще одна новость, можно сказать, этих выходных. Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, регулирующий деятельность медиа. Вот в этом законопроекте, согласно указу, да, есть такое понятие, как стандарт новостей. И именно этот пункт возмутил многих журналистов. И вот давайте попробуем узнать, действительно ли стоит нам чего-то переживать, есть ли какая-то угроза свободе слова. И спросим мы об этом о членам комитета по вопросам свободы слова при президенте Татьяны Поповой. Она с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро. Татьяна, можете нам прокомментировать этот пункт о стандартах новостей и стандартах телевидения в указе? Что это значит? Как нам его трактовать? Смотрите, наш совет, это только дорадчий орган, это не мы пишем указы президенту. Безусловно. Я даже не знаю, кто написал вот эту фразу в этом указе, потому что, конечно, если бы она попала на рассмотрение совета, большинство бы членов совета сказали, что это неприпустимо, и заблокировали ее в такой формулировке. Но я в пятницу разговаривала с замом офиса президента именно по информационной политике, именно относительно того, что там от некоторых депутатов среди народа, для министра, звучала идея того, что нужно бороться с фейк-ньюс. И мы проговаривали этот вопрос, каким образом вообще теоретически возможна борьба. И меня уверили, что она не может заходить дальше, нежели имеющееся европейское законодательство. Из европейских законодательств закон против фейк-ньюс есть сейчас подписанный и принятый, и проголосованный Сенатом только во Франции, который действительно позволяет через суды судиться с теми СМИ, которые подают неправдивую информацию, но только в предвыборный период. И СМИ могут быть только оштрафованы, национальные СМИ. Если это иностранные СМИ или СМИ с иностранным финансированием, там может быть чуть-чуть более строгое законодательство, несколько штрафов, а потом, возможно, даже блокировка, но все исключительно через суд, и все только в предвыборный период.
Вот. То есть я уверена, что максимум они будут адаптировать этот закон по-французски к украинскому законодательству. Скажите, пожалуйста, если в этом... Я также поражена этому указу, как и вы. Потом меня немножко успокоило заявление Бородянского, что имелось в виду, они опять-таки взяли какую-то кальку и переводили стандарты новостей, неудачно перевели эту фразу «стандарты новостей», которая есть опять-таки в международных законодательствах. Ну, посмотрим. У нас будет встреча сегодня Совета по свободе слова в офисе президента, и мы как раз будем обсуждать этот вопрос. Спасибо вам большое. Татьяна Попова, член комитета по вопросам свободы слова при президенте. Ну, как бы благими намерениями... Сто сміх і гріх. Я вам скажу. Почему? Там же есть еще и запрет на финансирование страной-агрессором. Ну, предполагается в указе разработать такое В положение. глобальному світі дуже тяжко заборонити фінансування чи спонсорську підтримку будь-якого доброчинця, скажімо, не громадянина України. А якщо вони так ставлять, то я би насамперед сказав, давайте починати з плюсів. Хто там інвестор, хто власник, хто громадянин, власник каналу. От давайте з цього почнемо. Тут все можна обернути. Я кажу, і сміх, оце сміх, а гріх в тому, що столиця України, у них все фактично в сусідньому районі. Інститут журналістики, академія преси. Є такі медіа, знаєте, як оце називається, сайт Лігачової. Стільки розумних людей, це фактично, ну що можна сказати, слуги є слуги. Вони такі телепні, що залізли навіть в ту сферу. До речі, з пресою у них ніколи, я думаю, уже не складеться. Починаючи з прес-секретарки їхньої Мендель, яка, до речі, могла би потрапити під розслідування. Так Богдан вже сказав, що нам журналісти не нужны, ми справляємося. Ну все, значить, а журналістам не потрібна така влада. Правильно Богдан сказав? Давай копай, на тобі лопату, отут і копай. Ми вам не потрібні, ви нам тим більше не потрібні. Я ніколи не уявляв би собі, щоб журналіст, ну, більш-менш такий, талановитий, скажімо, я не кажу вже порядок, талановитий лише, працював би на будь-яку владу. Навіть на супердемократичну не працював би. На то він і журналіст, розумієте? І це покликання не Богдан встановлює, чи Мендель, а встановлює, знаєте, мама, коли народила дитину, що народила журналіста. Це трошки інше, ніж будь-який закон. Стандарти новин – це взагалі безглуздя. Я знаю, є стандарти новин подачі. От, наприклад, зараз Валерія Калниша вийшла хороша книга, він описує стандарти свого видання. Но ці стандарти виробляють редакції. І навіть їх не можна взяти апріорі за основу, бо кожна редакція має свої стандарти. І журналістика, як мистецтво, і ремесло, саме цікаво в тим, що АТР буде мати свої стандарти, а, вибачте, не буду називати інших каналів, не хочу їх називати, мають свої антистандартні. Спасибо. Журналист Дмитрий Пономарчук был гостем нашего эфира. Через несколько минут информационный выпуск «Заман» с Алексеем Галыч. Так что не переключайте и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Все самое интересное там. Спасибо. Кырымны яшаткан халықтар. Кырым умум миллет газеты әрбір айланын милли тимсалидыр. Кырым миллет ватан девлетімізні бераберлікте курайық. Кырым газетіне абуне олмаған ашықыныз. Ярым йыллық абуне фияты 581 рубле 10 копек. Абуне индексы 61,059. Bir yıllık abone fiyatı 1162 ruble 29 kapık. Abone indeksi 61,060. Kırımны almaq, okumaq, vatanға sevgi aşlamaq.
завеса. Ал боруны, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымче ай ольмеммен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз ел ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Йоқ олacak. Қачар, бақыр, борудан. Понеділок, 11 листопада, 2090-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційна служба «Заман». Я Олеся Галич. Доброго ранку. 4 поранених на фронті. Проросійські бойовики протитанковими керованими ракетами обстріляли вантажівку Збройних сил. Терористи із гордістю виклали відео в інтернет. Нині бійці у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує. Минулої доби ворог відкривав вогонь більше десятка разів. Крім стрілецької зброї, бойовики застосовували заборонені мінськими угодами міномети. Розведення сил на Донбасі. Українські військові зайняли нові позиції в районі Богданівки та Петрівського. Розведення сил розпочалося опівдні 9 листопада і триватиме до вівторка. Сторони мають дзеркально відійти на 1 кілометр. Як звітує штаб операції Об'єднаних сил, на нових позиціях побудовані бліндажі для проживання армійців та інші необхідні споруди. Там також нам нагадали, що 2016-го на цій ділянці фронту вже відбувалося розведення, але невдало. Було відмічено просування знову на ті позиції, звідки відійшли. Тому, відповідно, українська сторона, адекватно реагуючи на дії противника, знову зайняла позиції. Тому це ще раз говорить про те, що в разі, коли противник буде порушувати і взяти на себе зобов'язання, то ми в короткі терміни передбачаємо знову ж таки заняття тих позицій, звідки ми відійшли. Працівника секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та ветерана АТО Ігоря Мазура відпустили на поруки. Поки розглядатиметься питання щодо його екстрадиції до Росії, він перебуватиме в Генконсульстві України у Польщі. Нагадаю, Ігоря Мазура затримали 9 листопада на пункті пропуску Дорогуськ. Як виявилося, він є у списках Інтерполу за запитом Росії. Ігор Мазур був керівником правого сектору на Київщині та начальником штабу 24-ї сотні самооборони Майдану під час Революції Гідності. Російська влада переслідує чоловіка за нібито участь у бойових діях у Чечні у 90-х роках. Ігор Мазур підтвердив, що був у той час у Чечні, але як журналіст.
Інтерпол мав з 2014 року, то також я був у цій базі. Тільки, мабуть, Інтерпол не давав хід. Десь Росія звернулася, але вони не включили десь в чорний чи в червоний список, як його назвати. Я не думаю, що хтось там мене здав. Скоріше всього, що останні кілька місяців Росія почала активно працювати на міжнародному рівні. І, на жаль, як Данія здалася і дозволила будувати Північний потік-2, так само десь Інтерпол здався і вирішив включити нас у той чорний список. Тим самим вони погодилися з тим, що російський суд, який може мене судити чи когось з хлопців, може справедливо судити. Кадрові ротації у владній партії. Новим головою партії «Слуга народу» на 4 роки став Олександр Корнієнко, який був заступником керівника фракції у Верховній Раді. Аби обрати нового лідера, партія зібралася на позачерговий з'їзд. Змінив Корнієнко на цій посаді нинішнього спікера парламенту Дмитра Разумкова. Одноголосно. Отже, утримався, проти немає. Давайте його привітаємо усім. Дякую. Дякую. І передаю головування з'їздом. Серед завдань партії Олександр Корнієнко назвав перезавантаження влади, завершення реформи децентралізації та проведення місцевих виборів. Їх у «Слузі народу» планують на весну 2020 року, хоча чергові вибори мають відбутися восени. Причому правляча партія готується до місцевих виборів по всій країні після завершення децентралізації. Ми ці два питання поки розділяємо, я казав про це журналістам, що ми займаємося децентралізацією всієї країни. Звичайно, ми вважаємо всі наші окуповані території всією країною. Якщо буде мова йти про затвердження нового або оновленого адміністративно-територіального устрою, він буде стосуватися і всіх окупованих територій, звичайно, і Автономної Республіки Крим. Радянські часи у найгіршому сенсі цього слова. Так про російське телебачення висловився гуморист Максим Галкін. На концерті у Новосибірську він гостро висміяв нинішню російську політику. Зокрема, про те, що на екранах більше уваги приділяють Україні, а не тому, що відбувається в Росії. Вы все время нам рассказываете про Украину. Меня уже так это достало, я же не в Украине живу. Что вы мне все время про нее рассказываете? Вы нам про нас расскажите, как будто у нас... Такое ощущение, что у нас все наладилось, понимаете? И осталось только вот украинцам помочь. У нас такие, с точки зрения телевидения, советские времена вернулись в худшем смысле слова, потому что нам все время что-то... Нам не дают времени обмозговать. Нам разжевывают, сразу говорят, так, это враги, это вот это, вы сюда, это туда. На російському телебаченні вже відповіли Галкіну. Зокрема, пропагандист Володимир Соловйов заявив, що не має жодного уявлення, про що говорить гуморист. А журналісти буцімто працюють у межах діючого законодавства. А його колега Дмитро Кисельов припустив, що цензурують Максима Галкіна на опозиційному телеканалі «Дождь». Тим часом відео виступу гумориста назбирало тисячі лайків та позитивних відгуків від користувачів інтернету. Марш проти ісламофобії провели активісти у Парижі. Сотні людей вийшли на вулиці, закликаючи припинити дискримінацію та агресію проти мусульман. 2 тижні тому Францію сколихнув теракт поблизу мечеті на півдні країни. Тоді, ймовірно, правий радикал вчинив стрілянину поблизу мусульманської культової споруди. 2 людей терорист поранив. Прокуратура Автономної Республіки Крим дасть правову оцінку діям окупантів через затримання ветерана кримськотатарського руху Айше Сейтмуратової. Про це повідомила речниця відомства Катерина Діденко. Незаконне затримання окупаційною владою 82-річної Айше Сейтмуратової, ветерана кримськотатарського національного руху, це чергове порушення норм українського та міжнародного законодавства. Прокуратура Автономної Республіки Крим відстежує і надає правову оцінку усім подіям та фактам незаконної діяльності окупантів.
Нагадаю, в ніч на 9 листопада автобус, в якому 82-річна жінка прямувала на материкову Україну, зупинили так звані російські прикордонники. Згодом усіх, крім Айше Сейтмуратової, відпустили. Проблеми виникли нібито через американський паспорт жінки. Як заявили окупанти, іноземці можуть перетинати адмінмежу лише в пункті пропуску Чонгар, а це в 120 кілометрах від Чаплинки. Деякий час зв'язку з жінкою не було, адже вона не мала з собою телефона. Згодом з'ясувалося, вона повернулася до Сімферополя. На її удачу, в той час, коли після годинного затримання російські окупанти її відпустили, через даний контрольно-пропускний пункт в Крим заїжджав співвітчизник, який довіз Айше Абла до Сімферополя. Наразі Айше Абла вже вдома. Айше Сейтмуратова – ветеран кримсько-татарського руху, дисидент, журналіст та історик. Її двічі заарештовувала радянська влада. 1978-го вона емігрувала до США та отримала американське громадянство. На початку 90-х жінка повернулася до Криму, де займалася правозахисною діяльністю. Після окупації залишилась жити на півострові. Молитва за волю. У селищі Нижньогірську окупованого Криму відбулося дуа за звільнення бранців так званої ялтинської групи Хізбут-Тахрір. 6 кримців заарештували на початку 2016-го. Мусліма Алієва, Вадима Сірука, Емір Усеїна Куку, Інвара Бакірова, Арсена Джапарова та Рефата Алімова звинувачують у тероризмі і намаганні повалити державний лад Російської Федерації. Всім їм загрожує від 13,5 до 20,5 років ув'язнення. Вирок мають оголосити 12 листопада у суді російського Ростова-на-Дону. У Нижньогірську десятки людей помолилися за долю несправедливо звинувачених кримських татар. Их увезли с Крыма, незаконно обвинили в терроризме и хотят осудить на очень долгие сроки. В чем вина ихняя, за что дают такие сроки, нашему народу и джемату до сих пор непонятно. Иншаллах, как мусульмане, как народ, как единое тело, мы должны сделать от себя зависящее, в чем-то помочь, поддержать семьи этих ребят. И сегодня мы решили сделать дуа в честь наших ребят. Пусть Аллах в скорейшее время освободит их. Вчора у будинку Асена Чапуха відбулося дуа. Рідні та близькі зібралися разом, щоб помолитися за здоров'я ветерана кримсько-татарського руху. Асена Чапуха та ще 3 кримських татар окупаційні силовики затримали в листопаді 2017-го за нібито вимагання грошей у турецького громадянина. Окупанти засудили їх до 3 та 3,5 років умовно. Час, проведений в СІЗО та під домашнім арештом в орендованій квартирі, підірвали здоров'я Асена Чапуха. Наприкінці жовтня у нього діагностували онкологічне захворювання. Він проходить курс хіміотерапії. І це все, чим встигаю поділитись. Далі інформаційний ранок на АТР продовжить Роман Спірідонов. Більше актуальних новин шукайте на сайті ATR.ua, а найцікавіші епізоди ефірів на нашій YouTube-сторінці. І не забувайте підписуватись. Гарних вам новин і залишайтеся з нами. После 3 месяцев интенсивной работы в мае 1990 года правительственная комиссия под руководством Виталия Дагужиева приняла концепцию государственной программы возвращения крымских татар в Крымскую область. Концепция определяла важнейшие задачи государственной программы, а также методы организованного возвращения крымских татар на историческую родину. Работа комиссии сопровождалась жаркими дискуссиями. Тем не менее, ее деятельность была весьма плодотворная, и если бы не распад СССР, факт сам по себе отрадный, но повлекший за собой прекращение работы комиссии. Скорее всего, возвращение крымских татар на родину не растянулось бы на столь длительный срок. Крымские татары. Год 1990. Часть 2. В программе Тарик Садасы с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 17 ноября, в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму на телеканале АТР. Dedim ma керек Обаманың yanına бармага. Ана коржулары мен коймас. Бізге әбет ол яш нәсілін жоймамақ керек. Мына иш. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar
yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer vazgeçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olgan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşanan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Yok, ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil de ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalsın ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz birbirimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. Kırım'ны yaşatkan halktır. Kırım Umum Millet Gazeti Erbil ailenin milli timsalidir. Kırım millet, vatan devletimizni beraberlikte kurayıq. Kırım gazetine abone olmağa aşıqınız. Yarım yıllık abone fiyatı 581 ruble 10 kopek. Abone indeksi 61059. Bir yıllık abone fiyatı 1162 ruble 29 kopek. Abone indeksi 61060. Kırım'ны almaq, okumaq, vatanға sevgi aşılamaq. Enfes, Kırım Tatar kahvesi. Продолжаем информационное утро на АТР и начинаем с одного самого странного или громкого заявления прошедшей недели. 9-й созыв парламента завершит свою каденцию досрочно, но прежде в отставку уйдет правительство. Этого не исключает глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Давайте послушаем, что он сказал. У нас є єдина команда, президент, уряд, парламент. Ми працюємо на програму на економічне зростання країни. І якщо далі будуть такі розхитування во всі боки, і ми не почуємо, що ми вже не одна команда, то це і буде приводом того, що треба тоді щось змінювати. А що може змінювати? Тільки перезавантажування, це нормальний процес. Спочатку, я думаю, точно буде перезавантажений Кабмін, до того, як хтось буде чіпати Раду. Ні, дивіться, просто ж ви ж повинні розуміти. У нас є трійка. Президент на 5 років, ніхто його чіпати ніхто не може, да? Більш-менш, якщо він там не зробить, якщо він не зробить якийсь там дуже потужний, я не знаю, ми ж прийняли закон про імпічмент, якщо там він може злочин якийсь зробить, такий, що вся країна буде обурена, там вірогідність мінімальна, так? Далі йдемо, є парламент, це великі вибори, вся країна, це коштовно, це треба працювати, виборча кампанія, тобто це треба, щоб такі рішення зробити, для цього треба дуже багато обставин. І є Кабмін, просто призначається парламентом. Ми кожного дня нажимаємо ці кнопки, натиснемо ще один раз чи два. Это интервью Давид Арахамия давал во время съезда фракции «Слуга народа». Там единогласно избрали нового председателя партии. Дмитрия Разумкова на этом посту сменил Александр Корниенко. И давайте послушаем, по его мнению, какой должна быть «Слуга народа». Если мы к тому времени не сорвем свой рейтинг, всем, чем мы его срываем, я думаю, сейчас все понимают о чем. Скандалы, разборки
интриги, расследования, да, голосование не за то, что хотят люди, а вообще непонятно за что. Да. Вот если мы к тому времени рейтинг не растеряем, то лифт будет работать. А если растеряем, то в лифт не попадут те, кто хотят качественные. Да. Они просто скажут, нафиг нам эта власть, мы лучше сами. Поэтому тут есть политический вопрос. Чтобы лифт работал, то, что мы увидели на местных, на парламентских выборах. Чтобы лифт качественно работал, партия должна быть секси, как говорит наш коллега Миша Федоров, для кандидатов, да, должна возбуждать их. Ну, вот такое вот представление о том, какая должна быть партия для кандидатов, чтобы в этой партии участвовали люди, которые могли бы строить страну, чтобы им было это интересно. Вот этот человек, которого избрали председателем партии, считает, что партия должна быть секси. Так давайте хотя бы узнаем, кто такой Александр Корниенко, кто возглавил самую большую фракцию в парламенте, вернее, самую провластную партию. Александр Корниенко родился в 1984 году в Киеве, учился в Национальном техническом университете Украины КПИ, где получил квалификацию магистра химической технологии и инженерии. Александр Корниенко был журналистом журнала «Молоко», всеукраинской молодежной газеты «Молодая гвардия». В 2005 и в 2008 годах, а также в 2011 и 2013 был концертным директором и менеджером украинской рок-группы «Крихітка». Это бывшая «Крихітка Цахис». Корниенко был соучредителем молодежной организации «Сим Союз инициативной молодежи», которая занималась неформальным образованием, досугом молодежи. В общем, достаточно творческая личность. Человек предлагает свои идеи для президентской фракции, о том, какой должна быть эта организация, рассказывает об ее идеологии. И вот по этой идеологии, по словам Корниенко, она либертарианская, с элементами социализма и немножечко консервативная. И вот что это за идеология и как это можно вот все совместить в одном, мы поговорим с юристом Сергеем Стареньким, он с нами в студии. Доброе утро. Доброе утро, Иван. Ну, вопрос я уже озвучил. Да? Вы, наверное, слышали эти заявления вчера, когда избирали главу партии «Слуга народа». Александр Корниенко рассказал, что вот идеология партии, хотел сказать, что он не политолог, не может так красиво объяснить, но вот заключается вот в такой смеси ядреной. Что это? Конечно, партия «Слуга народа» в принципе пришла к власти на вот таких вот лозунгах, которые заключались в идеях либертарианства, свободы, предпринимательства и так далее. Я думаю, они просто остаются в том русле, в которое они озвучили, но это не очень соответствует тому зарегулированному законодательству в Украине, которое на сегодняшний день есть, и налоговый прессинг, и фискальный прессинг, и серьезное давление на предпринимателей, особенно физических ФОПа, физичного особо предприемец, которых хотят зарегулировать, заставить кассовые аппараты. То есть это совсем не либертарианская политика. Ну, да, то есть лозунги либертарианские, а на самом деле пока первые шаги провластной партии, монобольшинства, к сожалению, заключаются в том, что еще более урегулированно это все происходит. Ну, эта партия молодая, они как бы ищут свою нишу и свои какие-то направления, возможно, с колес, потому что мы же помним, как она создавалась. Там буквально за несколько месяцев до выборов взяли кого-то, наловили, там, слепили их в кучу и назвали их «Слугой народа». Поэтому они будут сейчас проходить, конечно, путь становления, и я думаю, что эти заявления, они будут меняться со временем. Даже лидеры этой партии, которые и парламент возглавляют сейчас, и фракции там в парламенте, они сами допускают, что и парламент может не устоять до конца своей каденции. Да, Давид Арахамия об этом заявил. Да, и парламент может не устоять, и кабинет министров может, соответственно, не устоять и так далее. Поэтому, ну, я думаю, что это больше пока декларация. А какие это пути становления будут? Что вы можете им предречь в ближайшие дни, месяцы? Ну, может быть, годы? Ну, я, знаете, кто про что, голый про баню. Я с юридической точки зрения оцениваю то, что происходит. Под лозунгами и идеями, к сожалению, нету серьезного правового базиса.
Законы пекутся как пирожки, турборежим включается, и, к сожалению, очень многие эти законы, они либо на волне популизма прописываются, либо очень некачественно и не продуманно. Поэтому те же изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, те же изменения там, в Конституцию, которые президент декларировал, конечно, что он будет их продвигать, там, импичмент там, и все остальное. Но, к сожалению, если не будет в ближайшее время сформирована серьезная экспертная группа, которая глубоко знает каждый из вопросов экономики, правовой вопрос, Насколько другие быстро вопросы. это, насколько? Какие сроки? Я думаю, если не будет это в ближайшие месяцы сделано и не будут серьезная правовая комплексное решение этих проблем, а просто каждый будет тянуть в свою сторону, то я думаю, что после Нового года очень серьезные могут быть потрясения и в политике, и в обществе в нашем, потому что долго же это не будет продолжаться, просто по инерции катиться. Поэтому, если не будет серьезного подхода, я подозреваю, что где-то после Нового года, к весне, вполне возможно, что может произойти серьезный политический кризис именно из-за противоречия законодательства и деклараций, которые проявляет сейчас монобольшинство в парламенте. Вчера журналисты такое сделали наблюдение, задали вопрос даже, по-моему, новому главе партии, нет ли у них ассоциации с КПСС. Вот партия власти, фактически монолит, не монолит, но моно, скажем так, она и в парламенте, ее представители в Кабмине. У вас нет таких ассоциаций? Нет, у меня нет. Я думаю, что, конечно, это очень большой соблазн для тех политиков, которые ходят в это монобольшинство, молодых политиков. Но нельзя забывать о том, что политическая культура, во-первых, в Украине довольно развита. У нас есть много там других партий, направлений, которых поддерживают люди на самом деле. Может быть, не так максимально, как сейчас поддерживают «Слугу народа». В течение 5 лет сейчас что-то будет сложно поменять. Конечно, но... За 5 лет можно укоренить. Знаете, есть такое ощущение сейчас, что те же партии, которые и прошли в парламент, но не имеют там большинства, не входят в коалицию, да, они сейчас просто ждут первой ошибки, первой серьезной ошибки. А еще не было? Серьезных, может быть, еще не было. Может быть, вот это пытается там партия «Солидарность» пытается использовать моменты разведения войск, да, якобы декларируя, что это откат и сдача позиции. Вы считаете, это не ошибка? Я считаю, это не ошибка, потому что, может быть, ошибкой является то, что это не объясняется людям до конца, почему так именно происходит. Но та ситуация, которая была на линии столкновения, она являлась патовой, мы же понимаем. Просто гибли с одной стороны, с другой стороны люди. И эту проблему нужно как-то решать. Ее нельзя оставлять такой же. На этом зарабатывался огромные деньги на бизнесе, на военном. Контрабанда это, которую никто не останавливал. Этот вопрос нужно в любом случае решать, рано или поздно. Поэтому я считаю, что, может быть, с ошибками, но этот процесс происходит правильно. И это даст какой-то шаг в будущем, стабилизировать эту ситуацию, вернуть людей, которые живут на оккупированных территориях, хотя бы в русло интересов Украины. Возможно, они не появятся здесь как граждане там какие-то в органах исполнительной власти. Ну вот давайте про интересы поговорим. Жители ОРДЛО и вовсе против участия украинских политических партий в местных выборах. Это результаты социологического исследования Украинского института будущего. И таких почти 75. И, кроме того, более половины жителей оккупированных территорий считают, что нынешние территории ОРДЛО должны стать частью России. Лишь 5% опрошенных хотят снова вернуться в Украину. И больше всего жители ОРДЛО доверяют российскому президенту, пропагандистке Скобеевой, вожакам ЛНР, ДНР и даже покойному Иосифу Кобзону. А президент Владимир Зеленский попал только в 20-ку лидеров мнений. С одной стороны, да, это серьезное исследование, которое сейчас все обговаривают. А можно говорить, что это серьезное исследование, так вот полагаться на эти данные? Я думаю, что можно говорить, что это серьезное исследование в тех условиях, которые там в принципе возможно их провести. Мы же с вами априори не поверим исследованиям, которые проведет там социология российская, правильно? Потому что мы понимаем, что это скорее всего будет манипуляция. Свою социологию там сделать тоже 100% верно. Мы, наверное, тоже не можем, потому что не подконтрольная территория. Но те данные, которые получили, они говорят о многом. С одной стороны, вы прочитали данные о том, что
люди хотят быть в составе России и доверяют России, а с другой стороны есть данные о том, что 50% людей, которые там проживают, даже не думают о том, чтобы получать российский паспорт. То есть они себя идентифицируют все равно как граждане Украины. И имеют паспорт Украины, который, может быть, они не показывают, но он у них лежит, потому что они понимают, что он им нужен в той или иной мере. Поэтому там очень сложная ситуация. И мы понимаем, и есть уже заявления политические, той же партии «Голос», например, о том, что формат Минских соглашений, он на сегодняшний день единственный, который у нас есть, но он не работает, по большому счету. А другого формата пока никто не предлагает. Ну вот вы говорили, что это разведение даст какую-то возможность вернуть жителей оккупированных территорий, вернуть интерес к Украине. Но вот как этот интерес вернуть, учитывая вот такие вот статистические данные, если им верить? Все очень просто, по-моему. Люди, которые остались там, по разным причинам. Кто-то, конечно, по идеологическим причинам. Очень многие из них там остались, потому что вот так жизнь у них сложилась. Социальная какая-то ситуация у них была такая. Они должны понимать, что им в Украине будет лучше жить, чем в России. Лучше, свободнее в плане экономики, свободнее в плане получения каких-то услуг государства, что им не надо будет сталкиваться с какими-то проблемами в оформлении там, каких-то документов или в оформлении своего бизнеса. Как только они это поймут... Вы знаете, я прожил всю свою жизнь в Крыму, и еще когда даже не было никаких намеков на 2014 год, ни на какие там российские войска, для многих крымчан главное, чтобы натовский сапог не топтал крымскую землю. И как бы не то, что их интересовало там развитие интернета, развитие экономики. Да, хотели какую-то пенсию, зарплату побольше, чтобы... Но главное же, чтобы натовский сапог ничего не топтал. Ну, мы же понимаем, что я с вами не соглашусь, или вы просто иронизировали, когда говорили, что еще было далеко и непонятно события 2014 года. В Крыму всегда позиции Российской Федерации были довольно сильны в плане пропаганды, в плане там спокойно гуляли с российскими военного присутствия. Совершенно правильно. И Украина как раз ничего не делала для того, чтобы эту ситуацию как-то изменить в свою сторону. Поэтому... Я вас перебью, у нас с нами на связи глава правозащитного центра «Змина» Татьяна Печончик. Мы с ней обсудим как раз результаты этого социологического исследования. Доброе утро, Татьяна. Доброе утро. Можно ли доверять тем данным, которые опубликовал Институт будущего по поводу позиции жителей ОРДЛО? Вы знаете, у меня несколько вопросов сразу возникло, когда я увидела это исследование. Во-первых, методологический вопрос. С методологической точки зрения любое социологическое исследование на оккупированной территории — это достаточно сомнительная вещь, потому что каким образом можно его провести, если человек за свои проукраинские взгляды, симпатии может быть обвинен в терроризме, экстремизме, сепаратизме или какой-то подрывной деятельности и попасть в заключение. И таких случаев очень много. Наша организация, другие правозащитные организации составляют списки политзаключенных, и как раз мы видим, что таких дел достаточно много. Каким образом выявить вот этих проукраинских симпатиков, да, и много ли найдется желающих про это сказать, да еще и сказать незнакомым людям. То есть это достаточно рискованно для людей. Второй вопрос — это то, какая вообще ценность проводить такие исследования в ситуации, когда мы знаем, что там нет свободы слова, что там полностью территория российской пропаганды, украинские СМИ, особенно телеканалы, радиостанции, заблокированы. И понятно, что идет очень большое, мощное влияние российских пропагандистских телеканалов. Поэтому, вот, учитывая эти два фактора, мы получили, собственно говоря, исследования, в которых данные, которые там приводятся, они не обязательно отображают реальную картину. И второе — это то, что эти данные, они показывают, насколько мощно влияет российская пропаганда на население оккупированных территорий. Так как нам относиться к таким результатам, к таким данным?
Ну, я думаю, что каждый человек имеет свое мнение и может относиться, но для меня непонятно, для чего было сделано это исследование. Чтобы показать, что там много людей, которые имеют пророссийские взгляды. Наверное, у нас нету на этот счет иллюзий, мы понимаем, что это так. Чтобы сказать, как это в цифрах, ну, я не уверена, что цифры, которые там приводятся, они объективные и правдивые. Спасибо вам большое, что были с нами на связи. Глава правозащитного центра «Змина» Татьяна Печенчик. Ну вот мнение эксперта о результатах этого исследования. Давайте вернемся к партии власти. Как вы оцениваете реакцию этой партии на скандалы, которые возникают с ее членами? Ну, история с перепиской Богдана Еременко или переписка с Джокером Николая Тищенко, которого, кстати, вот во время этого скандала приняли в партию. Его не остановили, этот процесс, не исключили, а приняли. Я бы начал, честно говоря, с другого случая. Я бы начал с заседания первой Рады, новой избранной Рады, когда поймали кнопкодавов. Да. То есть реакция была такая, что лозунги были: мы этого не допустим никогда в жизни, а в результате пожурили, погладили по головке, сказали ну-ну-ну и больше так не делай. Я думаю, что это не совсем правильная реакция и со скандальной этой перепиской, которая по большому счету компрометирует и самого этого депутата, и выборцев, которые за него голосовали, и саму политическую силу. Я думаю, что это, знаете, это еще такая ошибочная позиция у партии: мы своих не сдадим. Но такая позиция приводит к очень... так лозунги ж не такие были. Совершенно правильно, да. Но это мне даже напоминает, знаете, партию регионов, которая там... Даже так? Да, что это наши. Вот они, как говорил когда-то один из американских президентов, он, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын. Вот. Поэтому это ошибочная позиция, и как раз возможность работать над ошибками и самим реагировать адекватно на какие-то промахи своих членов своей партии, они как раз и говорят о взрослении этой партии. На сегодня, к сожалению, мы видим, что реакция неадекватна, и люди в большинстве своем не поддерживают такую реакцию партии «Слуги народа», которая... Мы сейчас уточним у режиссеров. Мы можем сейчас показать реакцию Николая Тищенко на вопросы журналистов, когда у него попытались поинтересоваться, получить комментарии. Показывают, что говорят, что нет, но если вы видели, он улыбался. Очень долго. Он спрашивает, была переписка, не было переписки, он улыбался. Улыбался, потом стал говорить, журналистика — это очень важная профессия. Ну да. Как это? Вот, и потом на фоне вот этого скандала еще и говорить о том, что мы урегулируем журналистов, введем какие-то критерии оценки их работы обязательно и так далее. Но это наступление на свободу слова, это очевидно, по-моему, для всех, кто хоть чуть-чуть понимает или прикасается к этой профессии. Поэтому я думаю, что это неправильная реакция, и она со временем будет оценена избирателям негативно, мне так кажется. Ну вот событие, которое произошло в пятницу, украинская власть оценивает как победу, как настоящую победу верховенства права и права человека. Это так министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал решение Международного суда ООН по делу Украины против России в июне этого года. Киев обвинил Москву в финансировании терроризма. Речь идет о российских наемниках на Донбассе, а также преследовании крымских татар в оккупированном Крыму. И в прошлую пятницу суд в Гааге признал свою юрисдикцию рассматривать этот иск. Вот как вы считаете, победа это? Знаете, я как юрист и как адвокат практикующий, мне вот это очень грустно слышать, потому что это то же самое, я вам просто для аналогии скажу, и вы все поймете. Победа представляется то, что суд будет рассматривать, посмотрел, да, что да, юрисдикция наша. Это как я там, извините, подам на развод с женой, да, в Святошинский суд районный. И суд скажет, да, действительно, вы можете рассматривать это дело у нас в суде. И я говорю о том, что я уже победил. Этого невозможно. И это просто процедурные моменты. И, к сожалению, я вижу, что это просто перекликание с теми такими же пафосами, как мы там баржи встречали с арбузами, знаете, или по прошлой власти заявляли о том, что Международный суд военный освободил наших моряков, которых не освободили, к сожалению, по этому решению суда. А с нами на связи Александр Корниенко, глава партии «Слуга народа». Доброе утро, Александр. Доброго ранку.
ранку. Мы очень внимательно слушали ваши выступления и потом на съезде и ваши ответы журналистов. И когда вы говорили про идеологию партии, вы совместили несколько понятий: либертарианство с социализмом и даже немножечко консерватизмом. Вот можете нам уточнить все-таки, какая же идеология вашей партии? Ну, по-перше, я не совміщав, я казав, що вона буде знаходитись десь між правим і лівим, так би мовити, напрямком. І, в принципі, у світі, наприклад, є кілька таких ідеологій, в Європі вони популярні. Там соціал-демократична, християнсько-демократична, це таке ближче до центру. І, ну, звичайно, багато експертів хтось не дочув, хтось там з контексту вирвав. Звичайно, що неможливо робити синтетичну ідеологію між просто по суті. Я думаю, що ми будемо шукати той формат, який для партії «Слуга народу» прийнятний, для нашої фракції в парламенті. Я думаю, що це дійсно буде ближче до центру. Щодо консерватизму, я приводив приклад інших партій влади, які були до нас, що вони були змушені бути консервативними, тому що захищали інтереси держави багато в чому з точки зору і інтересів держави, і інколи своєї власної. Еще такой вопрос. В тот момент, когда Николай Тищенко то ли переписывался, то ли не переписывался с Джокером, но, по крайней мере, была информация, где он обсуждает с якобы генпрокурором вариант смены стратегии раздачи нала. Никто этот момент не опроверг, собственно, и сам Николай не отвечал на этот вопрос. В этот момент вы принимали его в партию и приняли такие. Почему такое кадровое решение? Когда есть, ну, подозрения на, как минимум, подозрения на коррупционные действия? Ну, як мінімум, компетентні органи мають займатися такими питаннями, а не там якісь невідомі і безім'янні телеграм-канали, скажімо так. Органи партії керівні прийняли рішення депутатів-мажоритарників всіх по можливості прийняти партію, тому це рішення було виконано. Я на той момент не був частиною керівних органів. Починаючи там з вчора, буду вже приймати в цьому участь. Але поки рішення не змінено, наші депутати всі мають можливість бути членами партії, вести в ній активну діяльність, зокрема захищати свою позицію політичну або юридичну, якщо вона буде необхідний цей захист. А хотя бы перед членами партии Николай Тищенко как-то объяснился, что это было? Ну, у нас з будь-якого приводу є пояснення, є розмови. І члени как он это партії объяснил? вважають їх Как он это объяснил? Александр, как он это объяснил? Расскажите нам. Ну, це наша внутрішня справа, як він нам це внутрішньо пояснює. Медійно він пояснює, я думаю, що медійно ви завжди можете його запитати. Медийно он улыбался, если вы видели. Он ничего тоже не ответил журналистам. Ну, я не слідкував вчора за медіаактивністю. И еще вопрос, связанный с Крымом. Часто слышно про Минск, про деоккупацию Донбасса, про разведение. Да, вы говорите, что есть красные линии, вы поддерживаете позицию президента, что это все наша территория, Украина целая и неделимая. Но есть ли стратегия вашей партии, как деоккупировать в том числе и Крым? Ну, перша частина стратегії, або перший крок, його теж президент вже неодноразово окреслив. Це взагалі це питання включити в порядок денний. Зокрема, і тих перемовин, які будуть в нормандському форматі відбуватися. Я думаю, що це вже великий крок вперед, тому що, ну, як відомо, питання Криму часто знімалося з цього формату переговорів, тому що воно є незручним, скажімо так, для однієї з сторін. Тому перший крок повернути це в порядок денний і далі обговорювати, яким чином ми будемо повертати нашу землю кримську. А что значит повернуть в порядок денный? Что имеется в виду? Какие-то конкретные действия, какие-то конкретные решения? Повернути в порядок денний – це повернути в порядок денний нормандської зустрічі. Це конкретна дія дуже. На нормандській зустрічі почати обговорювати це питання також, не тільки питання Донбасу. И еще очень хочется узнать позицию вашей партии по созданию крымско-татарской национально-территориальной автономии. Готовы ли вы
голосовать за этот законопроект, если он появится в парламенте? У нас є, скажімо так, прихильники цієї ідеї, ті, хто поки що до кінця ще не визначились. Думаю, що найближчим часом буде інформація з цього приводу. Така, скажімо так, такі дискусії на тему кримсько-татарської самоавтономії, вони в партії ведуться. Вони, звичайно, можливо, не такі цікаві назовні, як там переписки Тищенка або що, але це точно питання, яке потребує вирішення, ми будемо його поступово вирішувати. А можете свое мнение высказать, вот лично ваше, як глави партії? Моя думка, що ми маємо робити ті кроки, які нас будуть наближати до повернення Криму. Якщо це питання таким чином нас буде наближати, ми це з'ясуємо, вирішимо, то будемо тоді цю ідею розвивати. Якщо ми будемо бачити, що це буде не на користь, то будемо шукати інші шляхи. Ну а вы как видите, будет ли это шагом к деоккупации? Мені треба проаналізувати ще додаткові інформацію. У нас є тимчасова спеціальна комісія з відновлення територіальної цілісності, членом якої я є заступником голови. І от сьогодні, наприклад, буде засідання, буде ще попереду багато засідань, частина з яких буде присвячена якраз Криму. Тому будемо отримувати інформацію, робити висновки. Ну, сегодня заседание фракции, где будет рассматриваться в том числе и заявление, насколько я понимаю, Богдана Еременко о сложении своих полномочий с главы комитета. Можете уже предположить настроение депутатов, как будут голосовать? За, против? Ну, це треба дійти до засідання фракції, побачити депутатів, почути їх думки. У нас не було вчора, на жаль, можливості на в'їзді це якось обговорювати. Думаю, що фракція визначиться. Сам Богдан Васильович, він подав цю заяву. Дійсно, це, я вважаю, правильний крок з його боку, що він таку відповідальність перед фракцією і суспільством витримує і, власне, не хоче підставляти фракцію, враховуючи статус його комітету. Спасибо вам большое, что уделили нам время. Александр Корниенко, глава партии «Слуга народа». Ваше впечатлення від відповідей? Ну, почнемо спочатку. Якщо є запитання, чим буде займатися партія, яка в неї буде ідеологія, на жаль, ми не почули відповіді. Ну, декілька красивих слів. Лібертаріанство, свобода, але ми будемо десь посередині в світі. В принципі, от, як я не услышав ні одного. На жаль, так, да. І подальші відповіді, вони також були, знаєте, такі розмиті. І, на жаль, я бачу, що партія закривається від виборця. Вони не повідомляють про те, що в них відбувається всередині партії. Скандали, які пов'язані там з Тищенко і там з фінансами, теж закриваються, не розслідуються і не виносяться на загал результати цього розслідування. Ми навіть не знаємо досі конкретно, за рахунок чого фінансується ця партія. І оці грошові потоки, вони можуть свідчити про, ну, обговорення грошових потоків, можуть свідчити саме про те, що вона фінансується не дуже відкрито. І хотілося б зрозуміти, яке наповнення бюджету партії йде, і чи не схоже це на там фінансування тої ж партії регіонів або чогось іншого, куди там багаті українці вкидували свої гроші для того, щоб отримувати якийсь контроль над потоком. Тому ну, мені, чесно, відверто не сподобалось те, що ми зараз бачимо. Це просто якась заява ні про що. І створення такої партії, яка ні про що. Ми вже бачили такі партії в нашій державі провласні, да? Починаючи там з партії Ющенка там, або когось іншого, які тільки під владу створювалися, насправді не несли собі ніякого навантаження. С нами на связи адвокат Николай Полозов, и с ним мы обсудим решение Гаагского суда, Международного суда ООН, взять в юрисдикцию дело Украины против России. Доброе утро, Николай. Да, здравствуйте. Мы тут с нашим гостем спорим, победа это или не победа. Тут наши власти заявили, что это действительно победа, о которой можно говорить. А вот наш гость говорит, что ну, это такое себе промежуточное решение, конечно, хорошее, но о победе говорить, наверное, не стоит. Как вы считаете? Нет, ну до итогового решения еще очень далеко. Подобные дела рассматриваются достаточно длительно. Это может быть и 4, и 5 лет рассмотрения. Но тот факт, что Международный суд признал свою юрисдикцию,
по нарушениям 2 конвенций, означает, что все-таки рассмотрение как таковое должно состояться, и в этом смысле Украина как государство в международном суде добилась больше успеха, чем, скажем, Грузия. Ну, значит ли это, что это решение, оно далось какой-то ценой? Или это просто вот судья посмотрел, да, подходит? Или это нужно было доказывать, нужно было дебатировать? Нет, конечно, это большой объем документов, это должна быть четкая абсолютно позиция. Но вот я помню, министр иностранных дел, бывший Климкин, говорил, что порядка 100 килограмм документов туда было передано различных, и каждый довод, безусловно, подтверждается документально. Да, вы сказали, что это многолетняя перспектива, но тем не менее, есть ли шанс на победу у нас в суде? Нет, ну безусловно есть, потому что совершенно очевидно, что российские власти действительно совершают различные нарушения прав человека, в том числе те, которые защищены Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Это отчетливо видно в оккупированном Крыму. То же самое касается Конвенции противодействия терроризму. Но, опять-таки, здесь главный вопрос заключается в том, что когда рассмотрят, что будет потом, даже если суд примет сторону Украины. Ну, вот. И здесь, конечно, российские власти приложат максимум усилий для того, чтобы максимально затянуть этот суд. Мы видим, что они не исполняют даже временные меры, в том числе по Меджлису, которые были приняты еще 1,5 года назад. Ну, что говорить о большом процессе. Какие санкции могут быть в случае победы? Что ждет Россию? Ну, непосредственно само решение это вряд ли отразится как-то на россиянах. Дело в том, что, конечно, Международный суд ООН и его решения обязательны в силу устава, но здесь здесь мы упираемся в то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности и может себе позволить в тех или иных моментах, которые ей не нравятся, не выполнять решения этих судов. Но это может быть основа для принятия других решений, экономических, политических. Опять-таки это будет зависеть от политического расклада на тот момент. Спасибо вам большое, Николай. С нами на связи депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Тут на днях прозвучало заявление главы фракции «Слуга народа» о том, что Давида Арахамии, о том, что он не исключает, что парламент будет распущен до срока вместе с Кабмином. Как вы оцениваете такое заявление? И есть ли до этого предпосылки? Ну, смотрите, все заявления, которые звучат от команды Зеленского, они юридических никаких составляющих не имеют. То есть это все, мне кажется, больше игра на собственную фракцию, чтобы держать ее в подчинении. Потому что мы видим, что многие люди начали задавать там вопросы, а почему, а зачем, и почему вы из парламент превратили в нотариальную контору, которая штампует все, что идет с Банковой. Ну и мне кажется, вот именно с этим связаны заявления, чтобы напугать собственную фракцию. А как вы оцениваете съезд «Слуги народа» прошедший и заявление об идеологии этой партии, если вы слышали заявление главы? Да, это прекрасное заявление о том, что у нас отходим от либертарианства, и у нас будет что-то среднее между либеральными идеями и социалистическими. Да. Я слышал это заявление, мне, знаете, напоминает что-то среднее между головой и ногами. Но вот именно туда, к сожалению, и тащат нашу страну Зеленских и товарищи. Никакой идеологии у них нет вообще. И какие-то заявления совершенно непонятные про что-то среднее между либерализмом и социализмом, это что-то уникальное, конечно. Такой марксизм, зеленизм. В общем, это очень все странно. Ну, я вообще считаю, что
съезд провели именно вчера, потому что был пару дней назад был Международный день КВН, поэтому, может быть, вот так надо все это воспринимать. Спасибо вам большое, Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция «Европейская солидарность». Ну, давайте еще обговорим немножечко все-таки перспективы суда. Как вы, как юрист, оцениваете наши шансы? Я тут соглашусь со своим коллегой. Знаете, выиграть суд – это даже не половина дела. Его нужно выиграть так, чтобы потом реализовать эти решения действительно. Конечно, это большой объем работы, огромнейший объем работы, тем более с российской стороны я уверен, что будут вложены лучшие юридические ресурсы в противостояние Украине в этом суде. Но перспективы признания правоты Украины в этом иске, они действительно велики. Но что с этим делать дальше? Это будет просто психологическое удовлетворение, да, нас в мире, что вот да, действительно признано, там, что Россия нарушила определенные там, статьи конвенции. Либо это будут какие-то последствия для России. К сожалению, политическая ситуация для России и позиции ее в ООН и международных организациях, они довольно сильные. И мы, к сожалению, видим, что даже наши партнеры в том же нормандском формате, они уже дрейфуют немножко от Украины в данном вопросе. Они, конечно, об этом не заявляют прямо, но дрейфуют. Как потом реализовать это все? Вот это будет, конечно, очень сложно. Я вижу позитив в любом случае в этом, потому что это возможно даже для обычных людей, которые будут ссылаться в своих исках к Российской Федерации, к российской власти на нарушение их прав в связи с этой оккупацией, в связи с отторжением территорий, экономическую ответственность, как минимум, России, международную. И это уже позитивно. В любом случае пройдет несколько лет, и вся эта ситуация, она поменяется в любом случае. И готовить эту базу нужно сейчас, но заявлять о том, что мы уже победили, это шапка закидательства. Этого нельзя делать. Вадим Пристайко, вернее, со ссылкой на Вадима Пристайко, некоторые журналистские ресурсы сообщили, что возможен нормандский формат 25 числа. Некие источники, вернее, которые там около Вадима Пристайко, сообщают, что это может произойти 25-го или уже не произойдет тогда в ближайшее время, в этом году точно. Ну, сейчас такая интрига вокруг даты идет, но стоит ли вот нам полагаться на эту встречу, на прорыв в этой встрече? Я не вижу возможности для большого прорыва от этой встречи. Ну, вот, я просто вижу, что нас либо подталкивают, либо мы сами, наша власть, потихоньку идет в направлении, ну давайте уже махнем на все рукой, давайте уже хоть что-то решим в этом вопросе. Вот давайте разведем немножко войска, покажем, что мы там как бы что-то делаем. Россия, как всегда, что-то пообещает, там, мы вам сделаем, вы разведите, а мы вот там сделаем. Но мы же знаем эту поговорку, да, ни один договор с Россией не стоит даже бумаги, цены, на которой он подписан. Спасибо. Вот на этой ноте мы вынуждены закончить, потому что закончилось наше эфирное время. Юрист Сергей Старенький был гостем нашего эфира. Далее в нашем эфире информационный выпуск «Заман» на крымско-татарском с Гульсум Халиловой. Я же вернусь в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с нами. Спасибо. Enfes, Qırım Tatar Qavesi.
Кырымны яшаткан халықтар. Кырым умум миллет газеты әрбір айланын милли тимсалидыр. Кырым миллет ватан девлетімізні бераберлікте курайық. Кырым газетіне абуне олмаған ашықыныз. Ярым йыллық абуне фияты 581 рубле 10 копек. Абуне индексі 61,059. Бір йыллық абуне фияты 1162 рубле 29 копек. Абуне индексі 61,060. Кырымны алмақ, оқумақ, ватанға севги ашламақ. Кырым татарым, bu büyük bir gururumdur. Kırım tatarım, katıram ecdadımdan miras olgan gayret. Kırım tatarım, ah cesur kalkım, korgensin sen nice bela ve felaket. Kordun icret, akaretler ama yıkılmay. Baş egmey, erşege karşı turdum. Namusuna iftiralar töktüler. Lakin temiz ve paktır Kırım tatar adım. Kırım tatarım, yüreğim kuneştir. Bulut örtse bile, sevem kalkımızını. Korku bilmez, saf gönüllü, cesaretlisiz. Men temenna etem ogumuzde. Sorar ise menden biri, sen kimsin? Söyle halkın tertip nizam ve adetini. Aytırım. Bu büyük bir gururumdur. Şükür. Kırım tatardır milletim. Selam aleykum. ATR телеканалының yanında zaman bugün ноябрьнің 11 студияда sizler için men Gülsüm Halilova çalışan. Кырым Мұхтар Жұмхуретінің прокуратурасы işgal etilgen Kırımның мемори сыңырында işgalciler Milli Hareket veterаны Ayşe Сейтмуратованы tutqаны için adli kıymet kesecek. Bu haqda prokuratura спикера Катерина Диденко bildirdi. Незаконне затримання окупаційною владою 82-річної Айше Сейтмуратової, ветерана Кримсько-татарського національного руху, це чергове порушення норм українського та міжнародного законодавства. Прокуратура Автономної Республіки Крим відстежує і надає правову оцінку усім подіям та фактам незаконної діяльності окупантів. Малюм olған екібі 8 ноябрь гечесі işgalci сыңыржылары қытаға кеткен автобусны тұтты. Оның ішінде Айше Сейтмуратова бар еді. Бірқач вақыттан соң ондан ғайра епісі елжыларны еберділер. Проблемлер санке қадынның Америка пассапортымен бағлы екен. Işgalcilerінің білдіргеніне көре шет ел мемлекет ватандашлары мемори сыңырыны тек чыңғар кечет ноқтасындан кече біле. Бұл есе Чаплынкадан 120 километр ұзақлықта. Айше ханым янына телефоны алмағаны үшін бірқач вақыт онен кемсе бағланып оламады. Сон Евге, яғни Ахмежитке қайтқанын хабері келді. На її удачу, в той час, коли після годинного затримання російські окупанти її відпустили, через даний контрольно-пропускний пункт в Крим заїжджав співвітчизник, який довіз Айше Абла до Сімферополя. Наразі Айше Абла вже вдома.
Айша Ситмуратова Қырымтытар милли әрекет ветераны, диссидент, журналист ве тарихчыдыр. Оны 2 дефа Совет Акимиеті тұтқан еді. 1978 сенесі о Америкаға көчті ве Америка ватандашлығын алды. 90 сенелерінің башында Айша ханым Қырымға қайтты ве аққорчылайжы фаалиетінен оғырашты. Қырым ишғал етілген соң Ярамадада яшымаға девам етті. Сербестлік үшін дуа. Ишғал етілген Қырымның Сейтлер қасабасында ялталы қырымтытар саяси мобюслерінің тезден азат етілмесі үшін дуа кечірілді. Малым олғаны кебі 2016 сенесінің башында 6 қырымтытары тұтылды. Сөз Муслим Алиев, Вадим Сирук, Арсен Джипаров, Емереусин Куку, Энвер Бекеров и Рифат Алимов ақта кете. Оларны Русияда ясақ етілген Хизбут Тахрир тешкілетінде іштірак еткенлеріндегі Русия Девлет Девірім азырғанларында қабатлайлар. Олар 13 жылдан 20,5 жылға қадар апиш жазасына махкум етіле біле. 12 ноябрь күні Ростов-на-Дону шерінде үкім шығарылмалы. Сейтлерде олар жинсан саяси мобюслер үшін дуа оқыды. Их увезли с Крыма, незаконно обвинили в терроризме и хотят осудить на очень долгие сроки. В чем вина ихняя, за что дают такие сроки, нашему народу и джемату до сих пор непонятно. Иншаллах, как мусульмане, как народ, как единое тело, мы должны сделать от себя зависящее, в чем-то помочь, поддержать семьи этих ребят. И сегодня мы решили сделать дуа в честь наших ребят. Пусть Аллах в скорейшее время освободит их. Түневында сессия мобюса Санчапухнын евінде дуа кечірілді. Дост ве ақрабалары милли әрекет ветеранының сағлығына дуа оқымақ үшін топлашты. Санчапух веда уч Қырым татарны ишгалжы көйечілері 2017 сенесі ноябрь айында тұтты. Оларны санке пара талап етуде қабатладылар. Ишгалжылер оларны учтен 3,5 жылға қадар еваписіне махкум етті. Сезуда Блунов ве кералық дайредегі шартлар Асанаға Чапухнын сағлығына зарар кетірді. Октябрның сонларында оның канцер хасталығына оғырағаны белі олды. Шымды о химиотерапия курсларына кече. Совет вақытлары созының әнді шетлі манасы Русияның телекоровына мезақчы Максим Галкин бойли атландырды. Новосибирсктеке концертінде ошымдыке Русия сетіні серт шекілде күліп кечті. Хусусан экранларда диқатның Русияның проблемлеріне дегелді, дачық Украинаға айырылғанны қайдетті. Вы все время нам рассказываете про Украину. Меня уже так это достало. Я же не в Украине живу. Что вы мне все время про нее рассказываете? Вы нам про нас расскажите. Как будто у нас... Так вообще, что у нас все наладилось. Понимаете? И осталось только вот украинцам помочь. У нас такие, с точки зрения телевидения, советские времена вернулись в худшем смысле слова, потому что нам все время что-то... Нам не дают времени обмозговать. Нам разжевывают, сразу говорят, так, это враги, это вот это, вы сюда, это туда. Русия телеканалларында Галкинге енді жева берділер. Хусусан тешвиқатчы Владимир Соловьев Галкин не ақта айтқанны аңламағанны білдірді. Журналистлер Россия санке қанун бойынша чалышалар. Оның меслектеші Дмитрий Киселевнің айтқанына көрейсе, аксине Галкинге қаршы мұхалефетші Дождь телеканалында цензураны қоланалар. Шу сырада видео интернет ағларында бенглер же лайк ве музбет реакцияны топлады. Ато ветераны ве юқары шырада инсан ақлара бойынша темсілжілікде кетебиетінің хадемі Игорь Мазурна кефиллік шартынен еберділер. Русияге экстрадиция суалера бақылған же Полонияда Украина баш консулығында қылажақ. Малым олғана кібі Игорь Мазурны 9 ноябрь күні дорогыз кечіт ноқтасында тұттылар. Сон белі олғанына көре Русияның талабынен Интерпол жедвелерінде бар екен. Игорь Мазур келе филиетінде правый сектор тешкілетінің идрежесі ве шереф инқлебі вақтында Майданның 24-8 мұдафа штабының елбасшысы еді. Рус акимиеті радамны санке 90-шы сенелері чечен арби әрекетлерінде іштірак еткені себебінден қыдыруға елян еткен. Игорь Мазурның білдіргеніне көре о вақытлары Чеченистанда бұлынған фақат тек журналист оларақ. Інтерпол мав з 2014 року, то також я був у цій базі. Тільки, мабуть, Інтерпол не давав хід. Десь Росія звернулася, але вони
не включили десь в чорний чи в червоний список, як його назвати. Я не думаю, що хтось там мене здав. Скоріше всього, що останні кілька місяців Росія почала активно працювати на міжнародному рівні. І, на жаль, як Данія здалася і дозволила будувати Північний потік-2, так само десь Інтерпол здався і вирішив включити нас у той чорний список. Тим самим вони погодилися з тим, що російський суд, який може мене судити чи когось з хлопців, може справедливо судити. Жебеде 4 яралы. Рус işgalci örgütleri tankka karşı roketlerinin Ukrayna Harbiy Kuvvetlerinin yuk arabasına hücum etdi. Askerler şimdi hastahanede sağlık tehlikelері yoktur. Keçken gece düşman onlarca kere ateş açtı. Kurşun silahından gayrı işgalciler Minsk anlaşmaları boyunca yasak edilen silahını da kullandı. Донбасста арбилер чекілуі. Украина арбилері Богданевка ve Петровский районында яны позицияларını алды. Ордылар чекілуі 9 ноябрь күні башлады ve салы күніне қадар девам етежектір. Екі тарафты 1 километрге чекілмелі. Бірлескен Кuvvetler штабында білдіргенлеріне көре яңы позициялар дайынды аскерлер için блиндажлар ve керекли дигерін шатлар мевжуд. Хатırlatқанларына көре 2016 сенесі жебенің бұл ноқталарда ордылар чекілуі муафақиетсіз олған. Було відмічено просування знову на ті позиції, звідки відійшли. Тому, відповідно, українська сторона, адекватно реагуючи на дії противника, знову зайняла позиції. Тому це ще раз говорить про те, що в разі, коли противник буде порушувати і взяти на себе зобов'язання, то ми в короткі терміни передбачаємо знову ж таки заняття тих позицій, звідки ми відійшли. Парижде фаалер исламофобияға қаршы марш кечірді. Yüzlerce insan sokaklarga musulmanlarga qarşı tecavüz ve diskriminasiya eklenilmesi için çıktılar. 2 hafta evvel Frankistan'ın cenubinde yerleşken camide terakt yüz berdi. O vakit sağ radikal cami yanında ateş açtı. Neticede 2 insan yaralandı. Dünya çempionatında altın. Kırım-Tatar paratleti Leyla Cametova 100 metrlik menzilini aman-aman 12 saniye içinde geçti. Dünya çempionatı Dubai'de geçti. Anda 122 memleketten sportçular iştirak etti. 4 günlük yarışlardan sonra Ukrayna'nın paralimpik takımı kazangan altın mükafatları boyunca 3. sırada turdu. Bu şimdilik sonki haberimizdir. ATR telekanalının YouTube sayfasına abone olunuz. Anda biz yayınlarımızdan en meraklı bölüklerine ve kısımlarına yükleyimiz ve ATR telekanalının yayınına bugün programması ile meslektaşım devam etti. Seyretiniz, fırsatken koşkeç. Dedim, ma kerek Obama'nın yanına barmağa. Ana korucuları men koymaz. Bizge evet o yaş neslini joymamak gerek. Mına iş. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devletli ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşayan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil, ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalır. Son ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz bir-birimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar günü Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz.
После 3 месяцев интенсивной работы в мае 1990 года правительственная комиссия под руководством Виталия Дагужиева приняла концепцию государственной программы возвращения крымских татар в Крымскую область. Концепция определяла важнейшие задачи государственной программы, а также методы организованного возвращения крымских татар на историческую родину. Работа комиссии сопровождалась жаркими дискуссиями. Тем не менее, ее деятельность была весьма плодотворная, и если бы не распад СССР, факт сам по себе отрадный, но повлекший за собой прекращение работы комиссии. Скорее всего, возвращение крымских татар на родину не растянулось бы на столь длительный срок. Крымские татары. Год 1990. Часть 2. В программе Тарик Садасы с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 17 ноября в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму на телеканале АТР. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarıp ursa, eşit Kırım'ımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarыңdan uçsa, eşit bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze ötmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden öse. Ozen suyu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. Мы продолжаем наш утренний информационный марафон на АТР. И гость нашей студии — ректор Таврического национального университета Владимир Павлович Казарин. Доброе утро. Доброе утро. А начнем с такой новости. 100 лет за решеткой, на 6 такой приговор уже завтра могут услышать крымские татары из оккупированной Ялты. Энвер Бекиров, Арсен Жипаров, Рифат Алимов, Эмир Усен Куку, Вадим Сирук и Муслим Алиев. Оккупанты обвиняют их в причастности к организации Хизбут Тахрир. В России ее считают террористической. Сфабрикованное дело против 6 ялтинцев слушает Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону. И в минувшую пятницу подсудимым дали право на последнее слово. Давайте послушаем, о чем они говорили. Особо не сможет уменьшить, даже если захочет. Увеличить есть такая тенденция, что суд еще добавляют год-два за прошлого, но как бы добавлять их уже дальше некуда. За особо еще более количеством жертв, да, там, с обстрелом сотрудников полицейских органов, реально сроки дают меньше, чем допросили надо.
Нам уже запросили больше. Как я сказал, что вождям фашистской Германии там по 10 лет давали, 11, 12. Наш приговор и их подобные наш народ не устрашит, ни на кого это не повлияет. Чем мы занимались, тем и будем заниматься. Мы уповаем только на Всевышнего. Еще раз хочу поблагодарить весь джамат свой, который не оставлял и не оставит нас никого в беде. Вот. Приговоры для нас лишь формальные, эти цифры для нас ничего не значат абсолютно, потому что сколько мы здесь будем, решает только наш Создатель, и сколько мы живем, тоже решает только наш Создатель. Вот. Вопрос только в том, с каким лицом мы это испытание пройдем. Но, алхамдулилля, на сегодняшний день мы проходим все достойно. Джазаку хайран, всем огромное спасибо. И отдельно хочу поблагодарить посетившего нас консула Украины, который нас не оставляет и поддерживает во всех наших нуждах и трудностях. Но вот с точки зрения гуманитарной, скажем, человеческой, вот как можно воспринять такие приговоры? Я думаю, что один из моментов, который с этим связан, он для нас, ну, как бы такой внушающий оптимизм. Потому что то, что аппетит у этого зверя под названием российское правосудие растет, это говорит о том испуге, который внутри этого зверя усиливается. Вот на четырех ребят из группы так называемой Сенцова, из которых там, в том числе наши студенты, им тогда дали без малого на 50. Вот видите, теперь уже в совокупности дают 100 лет. Потому что все принимаемые ими меры не приводят ни к чему, чтобы заставить людей думать иначе. Люди будут думать иначе и будут не соглашаться. Единственный способ у них остается — это репрессии, давление и так далее. Я в этой связи думаю, что тем современным украинским политикам, которые сегодня решают вопросы Крыма и Донбасса на политическом уровне, нужно тоже осознать, что уступка агрессору, умиротворение агрессора, она никогда не дает результата. Она, наоборот, только увеличивает его аппетиты. В этом смысле Украина должна полагаться на свою армию, должна полагаться на свою волю, она полагаться должна на свою государственность. Уступки агрессору, которые мы в последнее время склонны предпринимать, они уводят нас от цели достижения независимости и мира. А какие уступки вы имеете в виду? О чем вы говорите? Вот я среди тех граждан Украины, которые не могут понять ту последовательность, мягко скажем, с которой мы отводим войска свои от наших позиций, желая тем самым показать Кремлю, что мы, вот видите, мирные граждане, способны к переговорам. Всякое желание показать, что мы способны к переговорам Кремлю, для Кремля означает, что мы готовы сдаться. А вы знакомы с Айшей Сейтмуратовой, ветераном крымско-татарского движения, диссидента, журналиста? По Крыму знаю, да, и неоднократно с ней встречался и беседовал. В ночь на 9 число ее задержали на границе, на административной границе. Российские ФСБшники провели с ней какую-то беседу, то есть весь автобус отпустили, а ее задержали. Слава богу, она оказалась уже дома, с ней уже все в порядке, но беседу с 82-летней женщиной, которая ехала на материк, нужно было снять с автобуса ночью в 120 километрах от дома. Вот что это такое? Это из этого же ряда. Она вызывает какую-то опасность. Они знают, кто она такая. У них целое дело на нее. Когда она показывает свой паспорт, на экране у пограничника высвечивается отметка, что это она. И подготовлена была операция ночью снять, оставить без автобуса, заставить всех волноваться, заставить всех говорить об этом и показать в очередной раз, что хозяевами ситуации являемся мы. Мы можем миловать, мы можем наказывать. Будете вести себя хорошо, мы не будем вас по ночам снимать с автобусов. Это такая мерзкая, отвратительная, тюремная, в полном смысле слова, античеловеческая позиция через эту удивительно сильную женщину, одновременно значительного возраста. Напугать тех, которые моложе, и показать им всем, что если мы ее не боимся снять с автобуса ночью и оставить одну в пустынном Северном Крыму, что же будет с вами, если вы позволите себе с нами не соглашаться?
А какой вы ее знаете? Как вы общались? При каких обстоятельствах? Мы несколько раз встречались на мероприятиях в Крыму, разговаривали на темы будущего Крыма, настоящего Крыма. И, ну, она очень обаятельный человек, она очень умный человек, она значительный человек. Недаром США предоставила ей свое гражданство в знак глубочайшего уважения к той борьбе, которую она вела за свой народ и за возвращение народа в Крым. Я думаю, что вот она из числа тех людей, которые, как Мустафа Джемилев, без всяких должностей все равно являются лидерами своего народа, потому что они завоевали это право трудами неустанными и борьбой без страха и упрека. С нами на связи адвокат фигурантов так называемого Ялтинского дела Сергей Локтев. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, последние новости. Чего ждать, когда будет так называемый приговор и какой он? Приговор у нас будет оглашаться завтра, начало в 10 утра. Скорее всего, это будет оглашена резолютивная часть, вводная резолютивная, то есть у нас УПК действующий позволяет не полностью оглашать приговор, а лишь в части. Вот. Ну и, соответственно, естественно, мы ждем больших сроков, потому что у нас прокурор запросил конкретно по моему подзащитному по 2 статьям в совокупности всего запрошено 15 лет лишения свободы. Вот. Ну и по остальным фигурантам данного дела, то есть по Муслиму Алиеву 20 лет было запрошено, по Бекирову Инверу 20,5 лет. Вот, ну и так далее, то есть там по убывающим сроки идут. То есть сроки очень-очень большие. Естественно, скорее всего, они будут удовлетворены. Я так понимаю, что это наверняка будет больше 20 лет. Какая ваша стратегия? Как вы сможете, что еще можно сделать, чтобы защитить ваших подзащитных? Мы, естественно, будем подавать апелляционные жалобы. Надежды, скажем так, на российские суды минимальны, потому что у нас по статистике, по статьям, связанным с террористом, в общем-то, за последние 2-3 года оправдательных приговоров нет совершенно. Поэтому, естественно, будем пробовать обжаловать данный приговор в части на справедливое судебное разбирательство в Европейский суд. Вопрос, который мы задаем постоянно, я, конечно, понимаю, что вы наверняка не знаете, но все-таки есть ли у вас надежда, что ваши подзащитные попадут в список на обмен? Спасибо. Алло. Еще раз я не расслышал. Есть ли у вас надежда, что ваши подзащитные попадут в список на обмен? Ну, естественно, они на это очень надеются, но непонятно, когда будет очередной обмен, то есть кого на кого будут менять и как скоро это состоится, и состоится ли это вообще. То есть здесь, конечно, больше вопрос к нашим политикам и к украинским. Поэтому, естественно, ребята очень ждут этот обмен и рассчитывают только на него. Спасибо вам большое, Сергей Локтев, адвокат фигурантов так называемого Ялтинского дела. Прошлая неделя закончилась еще такой одной историей. Предатель Украины Ситомир Немитулаев и его друг и соратник по предательству, скажем так, из НКР Иван Версель, оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов, еще с десяток друзей Кремля и стран бывшего СНГ такую кампанию уже 5-й раз подряд собрали фейковые крымские власти в Ливадийском дворце на так называемый международный форум, посвященный вопросам Крыма. В Меджлисе это собрание называют нелегитимным, так как ни одна страна в мире не признала Крым российским, а те крымские татары, которые предали Украину и перешли на сторону оккупантов, не имеют морального права говорить от имени всего крымско-татарского народа, где бы то ни было. И вот что о них думает лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Они выделяли 30 миллионов евро на то, чтобы на работу, связанную с внесением в раскола и создание какой-то колонны крымских татар в Турции, в диаспоре, чтобы поддержку вот этой вот аннексии, о признании Крыма российской территорией. Но результатов особых мы не видим. Вот это вот Универсель и еще несколько человек, и больше никого там нет. Эти люди, как правило, не появляются среди крымско-татарского сообщества в Турции.
Они в основном с россиянами приезжают в Крым, постоянной охраной российской. Как вы оцениваете подобные форумы в оккупированном Крыму? Вот, обратите внимание, в группе Сенцова, когда их осудили, самый большой срок, 20 лет, получил сам Олег Сенцов. А вот теперь эти суды по поводу Хизбут-Тахрир, это против крымских татар, считайте, фактически, там, видите, наоборот, уже с 20 только начинается, потом 25, потом кому-то еще там что-то 27,5, если я правильно расслышал, угрожает срок. А основной, главный удар они сегодня наносят по крымским татарам, потому что более мощного, массового, сплоченного сопротивления против режима оккупации, кроме как крымские татары, сегодня на территории полуострова никто не осуществляет. Поэтому для них уже это стало вопросом, как бы, не знаю, личной мести. Опять же, вот мы говорим о всяких обменах состоявшихся. Я вернулся назад. Раньше Геннадия Афанасьева наши студенты меняли, потом Кольченко нашего поменяли, других. А вот, например, как сидел в иркутской тюрьме Юрий Нури-Пурим, историк, крымский татарин, так он и находится там, и никаких даже поползновений с той стороны, чтобы его предложить там на обмен, нет. Опять же, в этом смысле крымские татары оказываются в числе, так скажем, особо пораженных в правах, потому что они являются самыми последовательными врагами Путина. Эту тему когда-то задал Мустафа Джемилев, который в ответ на предложение Путина пойти, искушение, что называется, было со стороны дьявола, пойти на мировую, ответил ему: нет, никогда этого не будет. И вот они теперь последовательно расправляются с целым народом. Я, с одной стороны, радуюсь, что настолько невелико количество тех, которые перешли на сотрудничество с оккупантами, но, с другой стороны, я внутренне понимаю, какие тяжелейшие испытания ждут еще и тех, которые уже арестованы, и тех, которых будут арестовывать, потому что ярость этого негодяя, она только растет. И в этом смысле можно с горестью предполагать, какие испытания предстоит этим людям еще и многим другим пройти. Что делать с этой яростью-то? Как ее потушить? Я думаю, что никакого мирного исхода в противостоянии с ним быть не может. Повторюсь еще раз, всякого рода уступки и умиротворение агрессора только увеличивает его аппетиты. И поэтому всякое старание его задобрить и показать, что вот вы это хотите, вот видите, мы это сделали, там отвели, войска развели, еще-то там что-то сделали. Для него это только знак нашей слабости. Страна должна сплотиться и понять, что никаким мирным путем она себя не защитит, она наоборот только в эту халепу еще большего желания нас всех наказать себя ввергнет. Поэтому только мобилизация Украины изнутри, только осознание всеми, что мы в тяжелейших испытаниях, что мы на острие его ненависти и желания нас покорить. У него один из самых главных мотивов этой борьбы состоит в том, что сегодня в Российской Федерации этнические русские, они составляют меньшинство внутри страны. И в этом смысле включение в свой состав 40-миллионной Украины, или там 38-миллионной, 45-миллионной, как ее там считать, с учетом гастарбайтеров, без учета гастарбайтеров, для него это вопрос, изменения демографической ситуации внутри Российской Федерации. В этом смысле для него это один из рычагов воссоздания и укрепления им понимаемой российской государственности, как этнической государственности. Он от нас не отойдет, он с нас живых не слезет. Мы можем его только победить или перестанем существовать. А есть ли у нас сегодня такие условия для консолидации, для такой консолидации необходимого уровня, чтобы противостоять? Я думаю, что низовая консолидация у нас есть, потому что страна через многие испытания прошла, она понесла большие потери, и не только среди воинов, она и среди гражданского населения. Если мы говорим, что там потери боевые до 10 тысяч, мы одновременно говорим 3-4 тысячи мирного населения только в том регионе. Это те жертвы, которые мы принесли. 1,5 миллиона беженцев, оставивших эти регионы, ушедших в Украину, осложнение в финансовой, экономической ситуации, много другое. Но
как всегда в этой жизни бывает, народ нуждается в вожде. Любой народ. И в Моисее нуждается еврейский народ, там в своих вождях нуждаются, в Богдана Хмельницкого ищет Украина, так сказать, нового, который бы ее сплотил. И в этом смысле я боюсь, что сегодняшняя власть не отвечает этим требованиям, и разброд внутренний, и совершенно безобразные факты поведения представителей власти, которые мы все чаще сегодня наблюдаем, и та философия, которую они предлагают: мир, 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 мир любой ценой. Как говорил Черчилль, мира добиться очень легко, капитулируйте, и у вас будет мир. С нами на связи заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз. Доброе утро, Ахтем ага. Доброго ранку. Мы обсуждаем ситуацию с так называемым международным форумом в Ливаде, в котором участвовали оккупанты вместе с коллаборантами, такие как Ситомир Нимитулаев и его соратник из Анкары Онвер Сель. Как вы оцениваете такие встречи, которые организовывают русские оккупанты? Ну, я думаю, что как мы применяем вот эту вот приставку «так», да, к таким, как так называемые суды, так называемые там, прокуратура, нужно называть так называемый международный форум, потому что, как мы понимаем, международный форум имеет определенные структуры, там, процедуру проведения, а здесь вызывают, вытирают с каких-то там стран европейских или Турции определенных знакомых, которые, в общем-то, прибывают, потом делают фотографии и пытаются представить, что вот Крым живет международной жизнью, международной политикой, имеются там какие-то взаимоотношения с государством. К сожалению, все, что было до оккупации, все это сейчас рухнуло в Крыму из-за оккупации. И картинками вот ту трагедию, вот ту тяжесть положения наших граждан в Крыму не закроешь. А Онвер Сель, он вам известен? Кто он? Может ли он представлять крымских татар, диаспору в Турции, крымско-татарскую? Я уже как-то сказал, что мало родиться крымским татарином, надо жизнь прожить так, чтобы тебя каждый, и твой соотечественник, и особенно твои соседи называли крымским татарином. Этот человек известен давно, и в общем-то, и в диаспорах Турции его не уважают в той степени, в которой нам его хотят представить. И в Крыму-то он выборочно выбирал себе общение или строил отношения, но это никогда не связывалось с крымско-татарским народом, его представительным органом Меджлиса, Курултая и так далее. Спасибо вам большое. Это был Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса и депутат парламентской фракции «Европейская солидарность». Еще одна новость появилась в конце прошлой недели. В железнодорожных кассах аннексированного Российской Федерации Крыма в продаже появились билеты из полуострова в Москву и Санкт-Петербург. Первый поезд в оккупированный Севастополь с проездом по Керченскому мосту отправится уже 23 декабря. Время в пути 43,5 часа. А 24 декабря в Симферополь отправится первый поезд из Москвы. Время 33 часа. Стоимость билетов от 3000 рублей. Официально российская железная дорога, дабы не попасть под санкции и заниматься продажами билетов, не будет. Этим занимается так называемое госпредприятие «Крымская железная дорога». Но по внешнему виду там продают такие билеты, которые ничем не отличаются от тех, которые продает РЖД. И давайте послушаем, как вот прокомментировал эту новость представитель уполномоченного по правам жителей Крыма в Севастополе Исмаил Халиков. Очень символично, что они один из поездов назвали номером, да, который когда-то ходил на Киев. Кто бы что ни говорил, что это билеты, там, что РЖД к этому не имеет отношения, билеты такие же самые, как продаются по всей России.
Таки поедет поезд, да? Много было споров поначалу, что и моста не будет, а потом, может быть, и железной дороги не будет. Теперь уже железная дорога есть. Ну, что касается моста, то его в любом случае не будет, потому что все специалисты знают, какая там геологическая ситуация. Другое дело, что его не будет не через 3-4-5 месяцев, а определенный исторический период с точки зрения истории пустяшный должен пройти. Немецкий мост тоже простоял там 3 года, пока не произошло все то, что с ним произошло. Хотят они в эти игры играться, пусть играются дальше. Самое главное, что эта ситуация с поездом, она ничего не изменит, потому что бюджетных отдыхающих он может довести, которым надо дешевле добираться. Одновременно это не решит проблему, которой они озабочены, заполнение Крыма большим количеством отдыхающих, потому что ни для элитных отдыхающих, ни для отдыхающих среднего уровня нет комфорта. В Крыму все мы знаем, до какого состояния Крым доведен. Достаточно вспомнить эту не вовремя, может быть, поминаемую нами трассу Таврида, которую 5 лет не могут достроить, и она недаром называется сегодня «Дорогой смерти». Какое громадное количество людей там. Ну, и, кстати, если перевести на гривны, это 1200 гривен стоимость билета. То есть это не дешевое. Не дешевое, но они будут, наверное, финансировать эти группы людей, которых будут отправить. Как вот сегодня отмечают все владельцы гостиниц, это приезжают так называемые социально низкие бюджетники, которые могут потратить только то, что им дали на это проживания. Это тоже часть большой пропагандистской кампании. Это может быть не 30 миллионов евро, как вот говорил Мустафа Джемилев, выделенные на покупку псевдо-крымско-татарских лидеров. Это тоже довольно большие деньги. Хотят они играть в эти игры, пусть они в них играют. Нас должно греть и обращать наше внимание другое, что открыта дорога в Гаагский суд, состоялось решение Международного суда ООН, что у него есть юрисдикция рассматривать претензии Украине к России как стране, потворствующей террористам, значит, теперь начинается рассмотрение по существу. Вот на фоне этого всего я думаю, что эти попытки доказать, что Крым наш, и там какой-то порядок наводить, Аксенова частично отодвигать от власти, и как бы показывать, что будет новый премьер-министр, который наведет порядок, это все тактические телодвижения. Мне друзья присылают постоянно фотографии из Крыма, из Севастополя. Недавно целый цикл фотографий Симферопольский вокзал, который я, с одной стороны, с радостью 100 лет, что называется, мне знакомый этот вокзал, увидел. С другой стороны, в каком ужасном состоянии он находится, насколько он неприбранный, насколько он серый, насколько он грязный. Это тоже с болью увидел. Это угасание Крыма, как когда-то, в полном смысле слова, одной из столиц, не только там Украины, но и всего Советского Союза. Как мы любили говорить, Крым, конечно, провинция, но это царская провинция, что называется, и в дореволюционные, и в новые времена. Боюсь, что такое у нас сегодня не является. Нет ни одного культурного события, которое бы вызвало какой-то резонанс более-менее широкий, потому что ни один ответственный артист туда не поедет, чтобы не изморать свои биографии навсегда. Только безответственно. Но, тем не менее, звезды российские не гнушаются. Я думаю, что на небосклоне мировой культуры они не являются звездами. В этой ситуации мы всегда вспоминаем о выпускниках, о детях, которые заканчивают школу, и им нужно определяться. То есть или оставаться вот в той среде и лишиться каких-то преимуществ образования и получить диплом, который там можно использовать только в пределах того же Крыма, или ехать за украинским дипломом, чтобы получить перспективы, и весь мир, что называется, будет открыт. Опять меняют правила. Министр образования и науки Анна Новосад заявляет о необходимости предоставить абитуриентам из неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма выступать не только в специально определенные вузы, как ваш, Донбасс, Донбасс, Украина, Крым, Украина, но и во все вузы. С одной стороны, вроде бы хорошая идея, да? Больше выбор. Как вы считаете? Я думаю, что это ошибочная идея, мы против нее выступаем. И, опять же, казалось бы, странно, от чего против? Смогут дети поступать во все вузы Украины.
Сегодня, я думаю, отчасти на это идут потому, что у нас катастрофическая ситуация с поступлениями в вузы Украины. По итогам вступительной кампании прошлого года зафиксирован очередной рекорд. На 100 тысяч меньше заявлений от абитуриентов подано для поступления в вузы Украины. На 100 тысяч. А в чем причина? Почему? Причина состоит в том, что та же вот Ганна Новосад с упорством, достойным лучшего применения, с рядом своих помощников отстаивает сохранение этой системы ЗНО. Мало того, эта система все увеличивается, увеличивается и увеличивается. Теперь на самых разных этапах. Ты уже студент давно. Тебе нужно перевестись в другой вуз. И ты имеешь на это право. Это полная, всегда признаваемая система из одного вуза переходить в другой. В летний период, в зимний период. Теперь в зимний период уже нельзя, только в летний. А если переходить, ты должен заново сдавать ЗНО. Ты студент второго курса, ты студент третьего курса, опять пойдешь сдавать ЗНО. В результате вся эта система... такой инициативы не Вот почитайте, я вам пришлю ссылку. Для того, что это подготовленное решение, не принятое, но уже подготовленное и обсуждаемое с нами. В результате, и вот это вами озвученное, оно тоже было же сначала оглашено Егором Стадным, как частное мнение одного из заместителей. Вот сейчас вы мне это цитируете из уст уже первого лица, который говорит, что нужно это сделать. Вот так, не советуясь с нами, так за закрытыми дверями они обсудили, приняли это решение, которое ломает всю систему. Трудность состоит в том, что вот в условиях этой системы, они в том числе, наверное, детей с оккупированных территорий хотят как бы, влить в этот общий поток, чтобы немножко улучшить ситуацию. Но с другой стороны, может быть, у детей выбор больше, может, какие-то другие специальности они смогут выбрать, может быть, вуз по престижу. Первое. Уже даже сегодня общими нашими стараниями количество университетов, в которые могли поступать дети с оккупированных территорий, с первоначальных 12, но, кстати, это были ведущие вузы Украины, сегодня увеличилось до без малого 40 вузов. Добавились вузы 4 южных областей: Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье. Уже это расширение состоялось. Но самое главное, что поступление детей с оккупированных территорий невозможно без особой системы, потому что они не могут сдавать ЗНО. В школах, в которых они учатся, нет предметов украинознавчего цикла, поэтому они не готовы к этому соревнованию. Значит, надо освобождать от ЗНО. Нужно выделить особую... Они приезжают с аттестатами, с двуглавыми орлами. Они приезжают порой с российскими паспортами, потому что никакой другой паспорт там не выдается. И в этом плане нужно осуществлять дополнительную, довольно тяжелую работу по адаптации к украинским условиям. Не все вузы Украины, могу сказать, к этому готовы, потому что у некоторых это, наоборот, вызывает раздражение. И в условиях того, как трудно становится сегодня поступать, чаще начинают раздаваться голоса. А почему они идут без ЗНО? Почему они идут не на общих основаниях? Вот пусть идут на общих основаниях. Все понимают, что они не могут идти на общих основаниях, но одновременно система ЗНО настолько затруднила поступление в вузы, что у некоторой части украинских граждан это, как будто кто-то специально это делает, чтобы их настраивать против детей из Крыма и детей из Донбасса. Потому что они как бы приходят и занимают чужие места, пользуясь льготами. Это не льготы. Это попытка помочь им адаптироваться в украинском пространстве. Они потом сдают все равно через год и украинский язык, и украинскую историю, которую они не сдавали предварительно. Они, адаптировавшись в течение года в вузе, они потом будут это делать. Это второе. И третье, я думаю, что нужна системная целевая работа с этой группой детей. И вместо этого ее делают общей проблемой для всех. Идите на общих основаниях, и никакой специальной работы с вами по адаптации, по подтягиванию вас к уровню украинских выпускников не будет осуществляться. Что касается... Мы, как университет, мы этого не боимся, мы знаем, что к нам крымчане придут, мы знаем, что мы их примем, мы знаем, что они выберут предпочтительно нас. По всей статистике последнего времени приблизительно до 40% крымских и донбасских забираем мы. Остальные, оставшимся 17 университетам с Донбассом остается. Но еще одна вещь. Если не помогать вузам с Донбасса, то тогда они расположены в не очень комфортабельных, мягко говоря, поселках, там Рубежное, Снежное, Лиман, Бахмут и так далее, куда дети
уже сегодня не хотят идти учиться, потому что это прифронтовая полоса, где просто-напросто слышно, как стреляют там пушки и минометы. В результате, я думаю, что мы приведем к тому, что половину этих вузов как минимум придется закрыть, потому что уже сегодня они к нам идут, в Киев, в большем количестве, кстати, чем крымчане. Ну, потому что и человеческий потенциал, как бы людской на Донбассе больше, чем в Крыму в 2 раза. Мы вот этими формально прямолинейными решениями эту очень сложную ситуацию поддержания детей с оккупированных территорий и адаптации их в украинское образовательное пространство на самом деле снимаем с повестки дня и фактически начинаем препятствовать им становиться гражданами Украины и догонять своих сверстников в учебе. Но, с другой стороны, и каждый год менять правила, оно тоже не на руку. Я думаю, что мы добьемся того, что не все из этого предлагаемого состоится. Тогда последний, правильно вами задаваемый вопрос. Зачем вы накануне вступительной кампании, вместо того, чтобы беседовать за закрытыми дверями и вместе с нами вырабатывать общее решение, нас туда не приглашают, его вырабатывают без нас. Зачем вы будоражите умы абитуриентов будущих и их родителей? Вносите сумятицу в их сознание. А есть надежда, что вот вас услышат? Ну, мы, по крайней мере, громко об этом говорим, мы не боимся ничего, мы не стараемся заискивать перед ними, чтобы они нас считали хорошими. Мы людям служим, а не постоянно меняющимся властям. Я не знаю, на моем только веку, ну, нынешняя госпожа министр, ну, наверное, 8-й, если не 10-й. А следили за съездом президентской партии? Ну, специально нет, а комментарий определенный прочел в Там избрали нового голову, Александр Корниенко возглавил партию и заявил об идеологии. Слышали это заявление? Да, это будет какая-то помесь либертарианства и социализма. Да, еще и с какими-то консервативными элементами, потому что общество не всегда готово к либеральной системе. Как вы оцениваете? Я думаю, что это вот заявление действительно человека государственного или живучая ли партия с такой идеологией? Я, в своей жизни был вообще в одной партии когда-то, в коммунистической. Кстати, можем сравнить, да, есть ли схожесть и ни в какой другой никогда не был и не планирую в своей жизни быть. Но я не понимаю основ вот этой так называемой идеологии. Это что-то совершенно новое в мировой практике. Вот от крайне левого до достаточно ушедшего вправо крыла в виде либертарианства создать партию, которая одновременно в себя все это включает. Ну, у меня плохие аналогии на это напрашиваются, поэтому я не хочу их сейчас произнести. Я думаю, что это вызовет очень сильное раздражение там. Но надо иногда в прошлое 60-летней давности, 70-летней давности заглядывать и посмотреть, к чему приводили вот такие вот попытки эти крайности объединить в рамках одной идеологии. В какой хаос ввергался в результате мир и с результатами, с какими нам приходилось сталкиваться. Я это списываю сейчас на то, что эти люди вообще мало что понимают в идеологии, как в особой системе формирования как бы современного общества. Из этого ничего не получится, но, наверное, какие-то дополнительные трудности всем нам они создадут. Уже сравнивают ее, ну, вы, конечно, сравнение у вас оно более яркое, эмоциональное, но, тем не менее, нет ли схожести с коммунистической партией? Вот такая себе структура, которая контролирует парламент, его представители контролируют Кабмин, скоро местные выборы, попытки, значит, контролировать местные советы. Ну, разве что только в этом, в тотальности контроля, осуществляемого одной единственной правящей партией. Но коммунистическая идеология в этом смысле, по крайней мере, никогда не признавала, ну, ту же частную собственность на землю, она не признавала, так сказать, капиталистические формы ведения хозяйства. Сейчас речь, конечно, не об идеологии, а о структуре. Да, о структуре, да. Просто туда никто никогда не впихивал либертарианство. А с точки зрения организационных моделей, так я думаю, у них сегодня она уже осуществлена. В этом смысле, опять же, им никаких реформ внутренних не нужно, потому что это монопартия, это монобильшесть,
это нежелание ни с кем советоваться. И характерно, что общество добивается очень сильным давлением каких-то самых малейших уступок. Ну, например, то, что после вашей передачи «Мост», посвященный ситуации вокруг Крыма и ситуации с представительством, с постоянным представительством президента Украины в Крыму, то, что в конце концов был назначен один из замов постоянного представника из числа крымских татар, который должен заниматься этим кругом проблем, Тамила Ташева. Ну вот это позитивный результат. Но непонятно, почему такие простые вещи должны быть результатом какого-то гражданского подвига и гражданского сопротивления. Почему это нельзя было сделать с самого начала, просто-напросто посоветовавшись с профессиональными людьми? Ну и, может быть, еще один аргумент в вашу пользу, это то, как они реагируют на скандалы, да, связанные там с перепиской Николая Тищенко с Джокером, где, ну, на первый взгляд имеется криминальная составляющая этого разговора. Или там переписка с девушками Богдана Еременко. Как вот такая реакция? Ну, как бы вот никакой фактически. А ведь они существуют не как единый организм, они же существуют как ситуативно собравшееся большое количество отдельных людей, у которых у каждого из них свой интерес, ну, укрепление себя, получение известности, создание площадки, с которой они надеются, они станут на многие годы политическими деятелями. Вот. И в этом смысле они себя готовы изначально простить по поводу любого греха, который им предстоит совершить, и соседу то же самое по партии сделать. У них нет коллективной ответственности. Это собрание отдельных индивидуальных личностей, у которых кроме темы власти и благополучия личного ничего другого общего нет. У них нет идеологии. Так они не боятся, что это потом конвертируется в отрицательный рейтинг? Это же как бы сейчас для них ключевое. В известном смысле нас даже не должно это волновать. Они, может быть, действительно не боятся, думая, что они более или менее надолго пришли. Но мой опыт политический и гражданский опыт жизненный говорит о том, что это все очень быстро закончится. У нас у всех с вами есть крымский пример. Победа Мешкова в 1994 году. Поразительно, что он во втором туре в борьбе с Багровым, последним первым секретарем обкома партии, он побеждает с результатом 73-24. Абсолютно то же самое, 73, там 23,5, по-моему, было у Порошенко. Ну, практически абсолютно тот же самый результат. Мешков перестал быть крымским президентом где-то через 9, по-моему, месяцев. Меньше года, да. Да, и на самолете улетел в Москву. И Блок России, который тогда захватил весь парламент, в результате вернулся к той цифре, которая у него всегда была. 3 депутата, 3 депутата, 3 депутата. Цеков, Аксенов, Шувальников или Аксенов, Цеков, там кто-нибудь там другой, но не более 3. Но не слишком ли параллели притянуты? Почему притянуты? Во-первых, это крымская, украинская ситуация на примере Крыма. Она, наоборот, очень важна в плане вот сегодняшних попыток осмыслить, что произошло в Крыму в 2014 году. Она вот чем примечательно. Говорят о том, что это вот там предательство крымчан, их неготовность быть верными Украине и так далее. В 1994 году это был чистый эксперимент. Никакого вмешательства извне со стороны Москвы в крымскую ситуацию не было. Не могло быть. Ельцин был занят в 1993 году, он расстрелял парламент, ему нужно было снова собирать ткань своей как бы государственного какого-то там единства в стране. Черноморский флот не был разделен, и он был одинаково черноморским и украинским до 1997 года. И Крым был сам наедине с этой проблемой. Крым наедине с этой проблемой в 1994 году выбрал Украину. Сам справился. Ну, не без помощи материка все-таки, наверное. Ну, сначала созрела ситуация изнутри, материк пришел и разрезал гангрену. Спасибо. Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета, был гостем нашей студии. Информационное утро на АТР подошло к концу. Через несколько минут в нашем эфире выпуск «Заман» на крымско-татарском с Гульсумом Халиловым. Ну и традиционно Prime. Спасибо, что доверяете. Не переключайте. Спасибо.
Кырымны яшаткан халықтар. Кырым умум миллет газеты әрбір айланын милли тимсалидер. Кырым миллет ватан девлетімізні бераберлікте курайық. Кырым газетіне абуне олмаға ашықыныз. Ярым йыллық абуне фияты 581 рубле 10 копек. Абуне индексы 61,059. Бір йыллық абуне фияты 1162 рубле 29 копек. Абуне индексы 61,060. Кырымны алмақ, оқумақ, ватанға севги ашламақ. Энфес. Кырым татар кавесы. Кырым дегенімде юрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını ayttım, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıyla, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan. Селям алейкум. АТР телеканалының yayınında zaman bugün ноябрьнің 1 студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам.
Қырым Мұхтар Жұмхретінің прокуратурасы ишғал етілген Қырымның мемори сыңырында ишғалжылер милли әрекет ветераны Айше Сейтмуратованы тұтқаны үшін адли қиметке сежек. Бұақта прокуратура спикера Катерина Диденко білдірді. Незаконне затримання окупаційною владою 82-річної Айше Сейтмуратової, ветерана Кримсько-татарського національного руху, це чергове порушення норм українського та міжнародного законодавства. Прокуратура Автономної Республіки Крим відстежує і надає правову оцінку усім подіям та фактам незаконної діяльності окупантів. Малюм олған екебі 8 ноябрь гечесі ишғалжару сыңыржылары Қытаға кеткен автобусны тұтты. Оның ішінде Айше Сейтмуратова бар еді. Бірқач вақыттан соң ондан ғайры эпысы елжыларына ебірділер. Проблемлер санкедерсін қадының Америка пассапортымен бағлы екен. Ишғалжылерінің білдіргеніне көре чет ел мемлекет ватандашлары мемори сыңырыны тек чоңғар кечет ноқтасындан кеше біле. Бұл есе Чаплынкадан 120 километр ұзақлықта. Айше ханым янына телефон алмағаны үшін бірқач вақыт онен kimse bağlanıp olamadı. Son evge, yani Ахмеджитке қайтқаны хабера келді. На її удачу, в той час, коли після годинного затримання російські окупанти її відпустили, через даний контрольно-пропускний пункт в Крим заїжджав співвітчизник, який довіз Айше Абла до Сімферополя. Наразі Айше Абла вже вдома. Айше Сейтмуратова Қырым-татар милли әрекет ветераны, диссидент, журналист ве тарихчыдыр. Оны 2 дефа Совет Акиметі тұтқан еді. 1978 сенесі о Америкаға көчті ве Америка ватандашлығын алды. 90-шы сенелерінің башында Айше ханым Қырымға қайтты ве Аққорчылай фәалиетінен оғырашты. Қырым ишғал етілген соң Ярамадада яшамаға девам етті. Сербестлік үшін дуа. Ишғал етілген Қырымның Сейтлер қасабасында Ялтала сессии Қырым татар мабюслерінің тезден азат етілмесі үшін дуа кечірілді. Малым олғаны кебі 2016 сенесінің башында 6 Қырым татарыны тұттылар. Сөз Муслим Алиев, Вадим Сирук, Арсен Джипаров ве Эмир Усейн Ақтакеті. Оларны Русияда ясақ етілген Хизбут Тахрир тешкилатында иштирак еткенлерінде ве Русия девлет девырымы азырлағанларында қабатлайлар. Олар 13 жылдан 20,5 жылға қыдар апиш жазасына махкум етіле біле. 12 ноябрь күні Ростов-на-Дону шерінде үкім чықарылмалы. Сейтлерде онларca инсан саяси мабуслер үшін дуа оқылды. Их увезли с Крыма, незаконно обвинили в терроризме и хотят осудить на очень долгие сроки. В чем вина ихняя, за что дают такие сроки, нашему народу и джамату до сих пор непонятно. Иншаллах, как мусульмане, как народ, как единое тело, мы должны сделать от себя зависящее, в чем-то помочь, поддержать семьи этих ребят. И сегодня мы решили сделать дуа в честь наших ребят. Пусть Аллах в скорейшее время освободит их. Түневін саяси мобиус Асан Чапықның евінде де дуа кешірілді. Дост ве ақрабалары милли әрекет ветеранының сағлығына дуа оқымақ үшін топлашты. Асан Чапық веда уч Қырым татарны ишғалжы көветчілері 2017 сенесінің ноябрь айында тұтты. Оларны санки пара талап етуде қабатладылар. Ишғалжылер оларны учтен 3,5 жылға қадар эф аписіне махкум етті. Сезода болыну фекерлалық дайредеке шартлар Асанаға Чапықның сағлығына зарар кетірді. Октябрның соңларында оның канцер хасталығына оғырағаны белі олды. Шымды о химия терапия курсларына кечем. Совет вақытлары сөзінің әнді шетлі манасы Русияның телекоравына мезақчы Максим Галкин бойле адландырды. Новосибирсктеке концертінде ошымдыке Русия сетіні серт шекелде күліп кечті. Хусусан экранларда диқатның Русияның проблемлеріне дегелде дачық Украинаға айырылғанını қайдетті. Вы все время нам рассказываете про Украину. Меня уже так это достало, я же не в Украине живу. Что вы мне все время про нее рассказываете? Вы нам про нас расскажите, как будто у нас... Так вообще, что у нас все наладилось, понимаете? И осталось только вот украинцам помочь. У нас такие, с точки зрения телевидения, советские времена вернулись в худшем смысле слова, потому что нам все время что-то... Нам не дают времени обмозговать. Нам разжевывают, сразу говорят, так, это враги, это вот это, вы сюда, это туда.
Rusия телеканалларында Галкинге енді жевап берділер. Хусусан тешвиқатчы Владимир Соловьев Галкин не ақта айтқанына аңламағанына білдірді. Журналистлер сесанке қанун бойынша чалыша. Оның меслектеші Дмитрий Киселевнің айтқанына көре есе Аксене Галкинге қаршы мұхалефетчі Дождь телеканалында цензураны қоланалар. Шу сырада есе видео интернет ағларында беңлерже лайк ве музбек реакция қазанды. Ато ветераны ве юқары шурада инсан ақлары бойынша темсілжілігі кәтіблігінің қадемі Игорь Мазурны кефиллік шартынен еберділер. Русияге экстрадиция суаллера бақылғанже о Полонияда Украина баш консулығында қалажақ. Малым ұлғаны кебі Игорь Мазурны 9 ноябрь күні дорогыз кечет ноқтасында тұттылар. Сон белі ұлғанына көре Русияның талабынен Интерпол жедвелерінде бар екен. Игорь Мазур Киев филиетінде правый сектор тешкілетінің идарежесі ве Шереф инқилабы вақтында Майданның 24-й Озмудафа штабының елбасшысы еді. Рус хакимияты радамны санке 90-й сенелері чечен арби әрекетлерінде іштірак еткені себебінден қыдыруға әйлән еткен. Игорь Мазурның білдіргеніне көре о вақытлары Чеченистанда бұлынған фақат тек журналист оларақ. Скоріше всього, що останні кілька місяців Росія почала активно працювати на міжнародному рівні і, на жаль, як Данія здалася і дозволила будувати Північний потік-2, так само десь Інтерпол здався і вирішив включити нас у той чорний список. Тим самим вони погодилися з тим, що російський суд, який може мене судити чи когось з хлопців, може справедливо судити. Жебеде 4 яралы Рус işgalci örgütleri tankқа қаршы ракетлерінен Украина арби қоветлерінің юг арабасына ұжым етті. Аскерлер шымды хастаханеде бұлына сағлық телікелері йоқтыр. Кечкен геже душман онлар жекері аттеш açты құршын силясындан ғайры işgalciler Минск аңлашмалары бойынша ясақ етілген силяны қолланды. Донбасста арбилер чекілуі Украина арбилері Богданевка ве Петривский районында яны позицияларны алды. Ордылар чекілуі 9 ноябрь күні башлады ве салы күніне қадар девам етежектір. Екі тарафта 1 километрге чекілмелі. Білешкен Куветлер штабында білдіргенлеріне көре яңы позициялар дайында аскерлер үшін блиндажлар ве кереклі дигер иншатлар мевжуд. Хатırlatқанларына көре 2016 сенесі жебенің бұ ноқталарында ордылар чекілуі муафақиетсіз олған. Було відмічено просування знову на ті позиції, звідки відійшли. Тому, відповідно, українська сторона, адекватно реагуючи на дії противника, знову зайняла позиції. Тому це ще раз говорить про те, що в разі, коли противник буде порушувати і взяти на себе зобов'язання, то ми в короткі терміни передбачаємо знову ж таки заняття тих позицій, звідки ми відійшли. Парижде фаалер исламофобияға қаршы марш кечірді. Юзлерде инсан соқақларға, мұсылманларға қаршы тежавуз ве дискриминация екүнленмесі үшін шықты. Екі афта евел Френкистанның женюбінде ерлешкен жәмиде теракт юз берді. О вақыт сақ радикал жәми янында атеш açты. Нәтижеде 2 инсан яраланды. Dünya чемпионатында алтын. Қырым-татар пара атлеті Лилия Джаметова 100 метрлік меңзіліні аман-аман 12 сәне ішінде кечті. Dünya чемпионаты Дубайде кече, анда 122 мемлекеттен спортчылар іштірак ете. 4 күнлік ярышлардан сон Украинаның паралимпик тақымы қазанған алтын мүкафатлар бойынша 3-ші сырада бұлына. Бұл шымдылік сонки хаберіміздер АТР телеканалының YouTube сайфесіне абоне олыңыз, анда абонжілерінің миқдары 100.000 дензе олса, Роскомнадзор бізлеріні аблокаға алып оламын жақыве АТР телеканалында информацион күн девам ете бізле олыңыз.
14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав. Этот документ предусматривал полную политическую реабилитацию крымско-татарского народа. Несмотря на позитивные решения, закладывавшие начало процессу восстановления прав репрессированного народа, острой оставалась земельная проблема в Крыму. Получение даже небольшого участка земли для крымских татар было сродни подвигу. В это же время крымскими властями велась, по словам Мустафы Джемилева, лихорадочная раздача земельных участков под дачи и огороды русскоязычному населению. Крымские татары. Год 1990. Часть 1. В программе Тарик Садасы с Гульнарой Бекировой. Смотрите в субботу, 16 ноября в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму на телеканале АТР. Dedim ma керек Обаманың yanına бармаға. Ана қоржылары мен қоймас. Бізге әбет ол яш нәсілін жоймамақ керек. Мына иш. Bir taraftan ev kuraydık, ikinci taraftan bala bakaydık, üçüncü taraftan repetisiyalar yapaydık benim evimde. Sanksiyalar yaptılar bana. Eğer geçmesen biz sana akça vermeyeceğimiz dediler. Mutlaka Kırım'a kaytacağımız. Öyle bir tez hareketler olacak ki özümüz de duymay kalacağımız. Kırım hükümeti değiller. Ya da Kırım parlamenti değiller. Yanında Kırım halkı yok da. Bizim tarihimiz olğan kadar etraftaki devlet ve halkların tarihleri yoktur. Adaletsizlik yaşagan sayın ona karşı adaletperverlik olacak. Ben o kadar yıldız olmak istemeyeyim. Ben yıldız değil, ben galaktika. Bir-birimizden pek uzaklaşan bir günde bir-birimizge yakınlaşmağa sebepler ve fırsatlar kıdırayıq. Adamlar çöberek yaşaganda bizim bestekarımız muzika çalır. Son ne? 40 yıl bir yerde yaşap biz subyetsiz birbirimizin pek yaxşı anlayıq. Demek televideniye o işlerini yapar. Bazar kuni Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de Gönül Gönül'den programmasını seyrediniz. Кырымны яшаткан халыктар. Кырым умум миллет газеты әрбір айланын милли тимсалыдыр. Кырым миллет ватан девлетімізні бераберлікте курайық. Кырым газетіне абуне олмаға ашықыныз. Ярым йыллық абуне фияты 581 рубле 10 копек. Абуне индексы 61,059. Bir yıllık abone fiyatı 1162 ruble 29 kapık. Abone indeksi 61,060. Kırımны almaq, okumaq, vatanға sevgi aşlamaq.
Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР, как всегда, в среду в 21:00 в эфире телеканала Prime Мацарский, программа, в которой я, Юрий Мацарский, рассказываю вам обо всем самом важном и интересном из того, что произошло за последние дни в мире. По традиции программу начинаем с дайджеста, с коротких зарисовок разных историй со всего света. И самая первая история из нашего дайджеста отправляет нас в Индию, в столицу этой страны, город Нью-Дели, который страдает уже много дней от невероятного уровня смога. Показывают измерения, что число вредных частиц, опасных элементов в воздухе индийской столицы как минимум в 10 раз превышает все допустимые нормы. Вот так вот выглядит сейчас не только Нью-Дели, кстати, но и целый ряд других городов, и крупных городов, и городов поменьше. Пытаются власти с этим справиться, с этой бедой. Уже предпринят целый ряд мер. Ну вот, например, в Дели ввели особый порядок выезда автомобилей на дороге. Теперь по дням недели туда допускаются автомобилисты, то есть те, у кого номер кончается на четную цифру, могут выезжать на дороге в четные дни недели, те, у кого на нечетную цифру, соответственно, в нечетные. Но это не очень помогает, и вот почему. Дело в том, что автомобилей и мотоциклов, конечно, очень много в Индии, естественно, в столице, в Нью-Дели, но основная причина загрязнения – это вовсе не выхлопы автомобилей и даже не выбросы промышленных предприятий. А вот этот вот жмых горящего, вот вы сейчас видели на видео, как крестьяне жгут жмых, начинается новый сезон сельскохозяйственный, посадочный. Вот и то, что на полях еще не перегнило, то, что на полях осталось, и мешает для посадки новых культур, просто идет в агонии. Вот эти вот огромные костры на гигантских площадях по всей Индии сейчас заняты тем, что вот крестьяне заняты тем, что сжигают. Правительство пытается объяснить, что это не надо сжигать, что это должно перегнивать, что его нужно отправлять в какие-то силосные ямы и так далее. Ничего это не работает. Вот люди продолжают сжигать, ну потому что вот так вот годами, а то и десятилетиями привыкли так обходиться с тем, что вот остается на полях после уборки предыдущего урожая. Я замечу, что, кстати, что проблема это не только индийская. Мы вот в Украине тоже каждый год страдаем из-за того, что люди, убирающие на своих приусадебных участках, например, опавшую листву, точно так же с ней расправляются, точно так же сжигают ее. Это не просто вот дым, да, не просто, скажем, там не так хорошо видно, как обычно, но это действительно повышает концентрацию опасных веществ в десятки раз в воздухе, и лучше, конечно, воздержаться от этого. Вот пусть пример Нью-Дели будет нам наукой. Там, кстати, закрыты школы, закрыты детские сады, ну вот потому что очень опасно детям выходить из домов, есть опасность действительно, что называется, угореть, да, то есть отравиться продуктами горения. Кроме того, полиция призывает не садиться за руль, потому что видимость упала в разы и увеличилась, соответственно, в разы опасность дорожно-транспортных происшествий. Вот такая вот история в Нью-Дели, вот так вот Индия страдает от, ну вот, скажем так, от привычки сжигать мусор с полей. Из Индии переносимся в Соединенные Штаты Америки. В штате Оклахома самое крупное в истории США единоразовое освобождение заключенных произошло несколько дней назад. Около 450 человек сразу в один день покинули тюрьму. Произошло это после того, как губернатор штата Оклахома подписал указ,